Вітаем вас, радыё свабода ў жывым эфіры. Збірайцеся хутчэй да сваіх экранаў, таму што тое, што мы хочам разам з вами паглядзець, гэта паседжанне інтэлектуальнага клуба Святланы Алексіевіч, нобелеўскай лаўрэатцы па літаратуры ад Беларусі 2015 года. Гэта надзвычайная сапраўды падзея, таму што сёння тут сабраліся людзі, якія будуць слухаць пра будучыню Беларусі, а гаварыць пра яе будзе адзін з самых вядомых беларускіх IT-бізнесменаў Віктор Пракапеня. Мы ўжо бачылі, што і Віктор, і Святлана ўжо адправіліся за сцэну. Тут была гучная музыка, і мы просто з хвіліны на хвіліны чакаем, калі яны з'явяцца і распачнуць сваю дыскусію. Пакуль раскажу некалькі словаў пра тое, хто такі Віктор Пракапеня. Ведаю, што людзі плацяць немалыя грошы на канферэнцыі за тое, каб паслухаць, як Віктор Пракапеня і іншыя бізнесоўцы выступаюць і распавядаюць свае ідэі. Мы з вами гэта можам зрабіць абсалютна бясплатна цяпер, таму не упускайце такую магчымасць. Віктор Пракапеня, яму 35 гадоў. Вядома, што ён афіцыйны даляравы мільянер. Ён таксама заснаваў некалькі IT-кампаніяў. Яны займаюцца распрацоўкай фінансавых інструментаў і штучным інтэлектам. Наколькі яны паспяховыя, сведчыць якраз такі тое, што Віктор, у яго ёсць ганаровае званне самага буйнога падаткаплатніка ў Беларусі. Ён яго атрымлівае амаль кожны год. І мы ведаем таксама, што па рэйтынгу такога выдання, як ежедневнік, штогод яны робяць рэйтынг з 200 самых вядомых, уплывовых і самых заможных, канешне, бізнесменаў Беларусі. Сёлета за 2018 год Віктор увайшоў у дзесятку. І гэта імклівы рост. Асабліва калі ўлічыць, што яшчэ ў 2015 годзе Віктор Пракапеня правёў большую частку гэтага году у СІЗА, таму што быў абвінавачаны у парушэннях, быў затрыманы і быў абвінавачаны па эканамічным артыкуле. Пасля гэтага справа ягоная была закрытая, а ў Віктара пачаўся вялікі такі узлёт у публічнай прасторы Беларусі. Ён стаіць за стварэннем, адзін з ініцыятараў стварэння надзвычайнага для Беларусі заканадаўчага акту. Гэта дэкрэт нумар 8. Гэта дэкрэт, які рэгулюе, як у Беларусі працуе лічбавая эканоміка. Віктор Пракапеня сам не раз сказаў, што падобнага дэкрэта мала ёсць у якім свеце. Можа быць, нават, я не ведаю, можа быць, нават і ніводнай краіне свету няма. Можна будзе задаць яму непасрэдна пытанне пра тое, як гэты дэкрэт цяпер працуе. Але, калі ласка, гэтыя апладысменты для Святланы Алексіевіч, гаспадыні гэтага клубу, нобелеўскай лаўрэатцы пра літаратуры. Я ведаю, што менавіта яна прапанавала Віктару такую тэму, якая гучыць як будучыня Беларусі, як Беларусі упісацца ў глобальны кантэкст. Калі ласка, пачатак, заставайцеся з намі. Сегодня я уже не буду, мы там рекламе давали, кто и что. Я думаю, это в ходе нашего разговора это будет ясно. Но сегодня я надеюсь, что мы услышим очень интересный разговор, и нам будет интересно прожить этот вечер. Спасибо, коллеги. Меня зовут Виталий Воронюк, директор ProBusiness. Я рад, что в интеллектуальном клубе так много стоиков, так много людей, которые сегодня здесь. Хотел бы вам всем поаплодировать в начале этого вечера. Спасибо. Для меня большая честь было принять приглашение Светланы, стать модератором сегодняшнего вечера. Сегодня мы будем говорить не про бизнес, сегодня мы будем говорить с Виктором про гуманитарное измерение будущего, в то будущее, в которое мы уже вступили, будущее в глобальном смысле, будущее нашей страны, будущее каждого из нас. И то, как мы можем либо не можем на
это будущее повлиять. Я все-таки коротко представлю, тоже с Виктором общаемся уже не первый год, яркий предприниматель, человек, который очень активен в общественной жизни, и просто личность Виктор Прокопеня. И, коллеги, перед тем, как мы начнем нашу дискуссию, мы вот решили с Виктором небольшой такой интерактив с залом организовать. Просьба достать телефоны, смартфоны, сейчас мы попадем в будущее, и набрав вот этот сайт kahoot.it, ввести вот этот код на этом сайте 173 975. Тут очень такая хорошая выборка, репрезентативная, интеллектуальных людей. И сейчас проведем небольшой блиц-опрос. kahoot.it и код 173975. Пока это происходит, я выставлю наши для дискуссии футуристические кресла. Но дальше, видимо, Виктор расскажет, что будет происходить сейчас. Да, секретарь. Спасибо, что пришли. Ужасно жара. Вот, я надеюсь, что тут не будет скучно. В общем, начнем с того, что вот мы придумали с человеком интересную игру. Это интеллектуальная игра. Вот. И как водится в этой игре, будут победители. И первым победителям мы подарим по книжке. Одна книжка — это обе книжки Юваля Харари, любимого автора нашего воспитанника. Одна, собственно, про краткую историю человечества, вторая про будущее. Вот первый дадим про будущее, второму про историю. Значит, собственно, здесь 94, отлично. Ждем еще 20 секунд и начинаем. Вот, значит, есть, в чем суть игры? То есть на экране будут появляться вопросы, и в телефоне будут ответы у каждого из вас. Вы можете на них отвечать, и после вопроса будет видно, кто где находится в рейтинге, кто там первый, кто второй и так далее. За каждый вопрос будут даваться какие-то очки. Вот. И, собственно, тот, кто победит, тот, собственно, получит книжку и, возможно, какой-то бонусный приз. Значит, на телефоне будет написано, нарисовано ответов будет 4 штуки, как правило. Они все выделены цветом на телефоне. И будут видны ответы здесь. Соответственно, вы нажимаете на телефоне. И определяется, по 40 все ответили, определяется, кто победитель. Значит, получается, что на каждый вопрос будет 20 секунд, поэтому постарайтесь сделать это быстро. Google вас не спасет, значит, поэтому как это, значит, лучше принимайте решение оперативно. 145, далее, как мы начинаем. Это геймификация действий, да? Да, это, собственно, ну, знаете, я вам скажу, что одна из вещей, мы сегодня будем говорить много про будущее, и одна из вещей, которая в будущем поменяется, это то, каким образом мы работаем и учимся. И я очень оптимистично настроен в отношении того, что будет происходить, и, собственно, одна из тех вещей, которая случится, это то, что работа будет больше похожа на игру. Потому что очень многие скучные вещи в нашей жизни исчезнут, заменятся роботами. И, собственно, то же самое, я верю, должно произойти с образованием. Вот эта система — это одна из этих вещей, примеров, значит, того, каким образом можно использовать игры в обучении. Ну что, начинаем? Стартуем. Давайте. Значит, собственно, игра называется «Татимак и стране». Это первый вопрос. Первый вопрос очень простой. Он не считается, сразу говорю. Вот видите, написано, не знаю, кресло, чтобы было видно. Убери кресло. 13 секунд, да? Значит, видите, как бы видно ответы. Можно уже этот ответ и, собственно, уже видите 64 ответа. 3 секунды осталось. 2, 1, 0. Но правильный ответ Светлана нас не знает. Только четверть клуба знает, кто, когда день рождения. Но видите, сейчас оценок здесь нет. На следующие вопросы будут баллы, и, собственно, по баллам будет определять, кто победил. Если несколько ответов отвечать, если 2 подряд правильных ответа, то в рейтинге человек поднимается выше. Итак, начинаем. Вопрос. Сколько людей в мире ездили на отдых в другую страну 70 лет назад?
25 миллионов, 150, 70 или 300? Это интеллектуальная игра, прежде всего. Правильно. 71 человек ответили правильно. Значит, кто первый? Первый кто-то ником имя. Значит, собственно, к чему этот вопрос? Потому что, знаете, самый сильный инстинкт, который есть у людей, это инстинкт самосохранения. И по этой причине, собственно, очень часто то, что мы читаем, и то, что нам интересно, относится прежде всего к каким-то плохим новостям. И так устроено медиа, что очень много в нем негатива. И за этим негативом мы не видим тех истинных позитивных вещей, которые происходят. Сегодня в мире путешествует более миллиарда человек. Всего лишь за 70 лет мир в этом отношении изменился кардинальным образом в позитивную сторону. За последние 100 лет детская смертность уменьшилась в 10 раз. Стоимость еды уменьшилась в 10 раз. Стоимость коммуникации уменьшилась в 1000 раз. Мир становится лучше. Наша продолжительность жизни увеличилась в 2 раза. Знаете, что несколько тысяч лет назад в Древнем Риме и в Древнем Египте люди жили в среднем 25 лет. Если вы дожили 30 лет, то, скорее всего, большая половина ваших сверстников уже умерла. Поэтому, собственно, я хочу сказать, что на самом деле мир во многом благодаря технологиям становится лучше. И это тому хорошее подтверждение. Я сегодня буду как технопессимист выступать, поэтому пока молчу. Следующий вопрос. Какой процент населения занимался сельским хозяйством 100 лет назад? Ты тоже играешь? Я ответы знаю. Да ладно. Правильно. Видите, это интеллектуальный клуб. Большинство отвечает правильным образом. Латин на первом месте. Значит, кстати, скорость тоже имеет значение. Правильно. Очень за последнее сегодня сельским хозяйством занимается только 2% населения. И получилось так, что огромное количество рабочих мест исчезло, заменилось технологиями. И этот процесс происходит постоянно в последнее время. И знаете, что за последние 70 лет количество рабочих мест в индустриально-промышленном секторе сократилось в США на 70%. То же самое нас ждет в будущем. Только этот процесс будет гораздо быстрее. Все большее количество рабочих мест будет автоматизироваться, но это не означает, что мы будем не нужны. Это означает, что будут создаваться новые, гораздо более интересные, гораздо более творческие рабочие места. Сегодня очень многие люди работают на скучных и неинтересных работах. И это то, что изменится. По крайней мере, я в это верю, и есть все основания об этом полагать. Какая была реакция королевского общества, когда Майкл Фарадей рассказал про электричество? Первый раз. Первый вопрос. Наконец-то будут исключения. Дальше, зачем это нужно? Синяя полная чушь, зеленая это изменит мир. 3 секунды. Правильно. Неправильно. Они спросили, что такое королевское общество, и там полная чушь не принято говорить. Значит, поэтому там спросили его классная идея, но они поняли, зачем это нужно. К чему этот вопрос? Потому что, вы знаете, технологии так уж устроены, что мы не знаем, каким образом они повлияют на нашу жизнь. Каждая предыдущая технология решает какую-то проблему, однако при этом создает большое количество новых. Стив Джобс, когда показывал телефон, он и понятия не имел, какое количество разных интересных вещей можно будет делать с его помощью. Теперь пару вопросов про Беларусь. Какая отрасль лидер по экспорту услуг в нашей стране? Какая отрасль лидер
лидер по экспорту услуг. Автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, компьютерные услуги или проводный транспорт. Я смотрю, сейчас я буду лучше видно. Вот. Ну, это было легко. Вот, значит, правильно. Значит, сегодня вся экспортная грузовых услуг составляет $1,5 миллиарда. Всего лишь 10 лет назад это было 160 миллионов. То есть за последние 10 лет эта область экспорта выросла в 10 раз. И в среднем она растет на 25% ежегодно. Это к тому, что, кроме того, что я считаю, что и так все плохо в мире, и все становится лучше, я считаю, что все становится лучше, в том числе и в Беларуси, несмотря на различные рода новости, которые мы видим и читаем. У нас получится интересная дискуссия. Просьба продолжать. Какая отрасль лидер по созданию новых рабочих мест в 2015 году? Видно, да, всем городов? Есть кто считает, что опыт торговли. Значит, правильный ответ — информационные технологии, безусловно, да. В прошлом году 14,5% рабочих мест новых в стране было создано благодаря информационным технологиям. Промышленность, 3 человека ответила, промышленность, она наоборот, лидер по количеству рабочих мест, которые сократились. Почему? Потому что новые линии производства требуют все меньше людей. Количество предприятий, большие предприятия распадаются на маленькие, которые требуют меньше людей, опять же, да, собственно, и в целом эта отрасль сегодня скорее является источником оттока рабочих кадров, чем притока. Дальше. Какая в нашей стране самая большая отрасль по добавленной стоимости? Химическая продукция красная, IT желтая, синяя производство машинного оборудования, зеленое производство резиновой химической продукции. 5 секунд. Неправильно. Значит, производство химической продукции. Вот. Однако очень небольшое количество времени пройдет, и IT станет номер 1 по количеству добавленной стоимости. Мы очень немного отстаем от колейной отрасли. Вот. Однако надо так сказать, что за прошлый год, по сравнению с прошлым годом, за первый квартал 2019 года количество поступлений налоговых платежей увеличилось более чем на 78% от IT. Какой процент убыточных предприятий в отрасли производства машин оборудования? Красная 12, желтая 21, синяя 36 и зеленая 67. Убыточные предприятия. 67. Опять на. А здесь 36%. Что-то не так все плохо, видите, больше пессимистов на сегодня. Вот, значит, в IT-индустрии в среднем количество убыточных предприятий 2,8%, это самое низкое в этом даже отрасли в стране. Вот, почти 2,7% хозяйства. Вот, значит, что важно, да, что IT сегодня зарабатывает деньги здесь, в Беларуси, и инвестирует их дальше в развитие нашей экономики. Какая доля экспорта ВВП приходится на Россию? Красная 30%, желтая 5,7%, синяя 25,1% и зеленая 8,2%. Шесть секунд. Опять не туда. Видите, опять же,
недовольны. Значит, о чем это говорит? Потому что IT-отрасль, она очень слабо зависит от того, каким образом ограничивает или закрывает там вот, рынки Российской Федерации. Что и экспорт услуг IT-индустрии достаточно географически разнообразен. Поэтому, собственно, 5-7%. Какая проблема номер один у IT-отрасли Беларуси? Зеленые силовики, желтое образование, синий венчурный капитал и красный доступ в интернет. А правильный ответ по какой версии? По мнению IT-сообщества. Образование. Правильно. Что все первый? Александр первый. Красотка Нонна вторая. Брат Снищ третий. Илья четвертый. Правильно. Образование является главной проблемой IT-индустрии, потому что основной источник ресурсов, которые нужны для экономики знаний, это прежде всего люди. Образованные, творческие, умные, интеллектуальные люди. Эти в зале есть учителя? Давайте похлопать людям. Это на самом деле самая классная работа, которую можно делать. Это знать всех профессий, которые являются одной из самых стрессовых, которые можно, в принципе, заниматься. Какой процент людей 200 лет назад умели читать и писать? 5, 30, 50, 12. Пять. 12. Наверное, все-таки 5 были правильно, мне кажется. Вот, это, наверное, весь мир, но тут и 12, поэтому не повезло. У нас нужно успеть на удачу. Почему это важно? Потому что, вы знаете, если бы у этих 5, скорее всего, процентов спросили, какое количество людей максимально может уметь писать и читать, они бы сказали процентов 30. Однако прошло 200 лет, и сегодня мы видим, что читать и писать умеют практически все. И вы знаете, вот к чему я это говорю, потому что очень часто есть такие снобистские высказывания в отношении того, что не все смогут заниматься или работать в экономике знаний. Я считаю, что это не так. Я считаю, что вопрос в системе образования. И вопрос в тех подходах, которые мы используем для того, чтобы образовывать наших детей. Я считаю, что так же, как случилось с образованием, так же случится с экономикой знаний. Система образования – это то, что сегодня требует самых быстрых и самых важных и больших изменений. Почему? Потому что она прежде всего создавалась как система, которая существовала для индустриальной экономики. Индустриальная экономика – это прежде всего стандартизация. Индустриальная экономика – это, знаете, как это, образование в этой связи, это как раз фастфуд для мозга, который ведет к лености и к ожирению, по сути своей. Конечно, есть люди, которые, если было небольшой процент людей, которые после того, как проходят систему образования, могут, как это сказать, заниматься какими-то высокоинтеллектуальными работами, но это не потому, что люди плохие. Да? Я глубоко убежден, потому что система образования другая. Наш мозг так устроен, что самое большое количество рецепторов эндорфина находится в области, которая отвечает за образование. И учиться приятно, учиться доставляет удовольствие. Однако почему это не так? Почему большинству детей в школах, университетах по всему миру, не только в Беларуси, да, скучно? Потому что нам интересно, и мы получаем удовольствие, когда мы учимся на границе наших знаний. Если нам слишком сложно или слишком легко, то нет удовольствия, если нет учебы. А раз нет вот этого любопытства, то процесс освоения знаний очень долгий, скучный и неинтересный. Система образования, которая существует во всем мире, она создавалась для другой экономики. Для экономики, прежде всего, индустриальной. Для экономики знаний
требуется гораздо больше разнообразия творческих людей. Мы все разные. Все, у кого есть двое детей или больше, знают, насколько сильно они не похожи друг на друга. И также разные абсолютно наши интеллектуальные возможности. Мне, знаете, очень не нравится фраза, да, там, Вася умнее Пети там, или кто-то еще. Такого нет, не существует, потому что интеллект — это очень многомерное понятие. И, собственно, я считаю, что за счет персонализации, для того, что образование в будущем будет очень сильно учитывать особенности каждого ребенка, и это будет возможно благодаря многим, и это уже происходит сегодня. Благодаря этому учеба в будущем будет гораздо более интересной, чем она и сейчас, и на выходе из системы образования мы будем иметь гораздо большее количество интересных творческих людей, которые смогут жить гораздо более, так сказать, полноценной, качественной жизнью и творить. Виктор, предлагаю в блиц-формате оставшиеся вопросы и перейдем к общению. Да. Какой процент профессий исчезнет через 11 лет? Красная 5, желтая 0, синяя 47 и зеленая 20. Правильный ответ. Опять же, на самом деле никто не знает. Вот, но большинство людей сходится к тому, что более 40-70% профессий находятся сегодня под угрозой того, что они будут исчезнуть. Это опять же не означает, что не будет новых, это просто означает, что нужно гораздо более эффективно и быстро учиться. Какой процент школьников в Германии используют YouTube для обучения? Красная 10, желтая 30, зеленая 50 и синяя 20. Правильно, 50. И этот процент очень сильно растет. И YouTube сегодня это одна из вещей, которая позволяет детям учиться в своем темпе. Более того, они могут смотреть там гораздо более интересные ролики, чем от самых лучших преподавателей, с различного рода эффектами, которые позволяют сделать образование простым, успешным и интересным. Я верю в то, что видео и виртуальный класс — это одна из тех вещей, которая очень сильно изменит образование и сделает таким образом, что оно будет гораздо более персонализировано, каждый мог учиться в своем темпе. И последний вопрос. При росте 20% ежегодно, какой будет объем экспорта ВВП в 2020 году? Красная 1,7, желтая 7,3, синяя 12,5 и зеленая 5,5. Газплей. Правильно. Совершенно верно. И это прирост 20%. Сегодня ВВП растет более 60% за первый квартал. Вот. В прошлом году он вырос 38%, в этом году еще быстрее. Большой базу. Вот. Что на самом деле показывает то, что знаете, вот, есть разные подходы государства к регулированию. И вот то, что сделали в Платене, это прежде всего, знаете, управление бизнесом. Создали правильный, хороший бизнес, а не создавали какие-то механические способы вмешательства в какие-то определенные вещи. Создали классный бизнес, сделали хорошие условия, сделали так, чтобы оно могло развиваться. Потому что общество — это прежде всего про людей, а не про механизмы. И также, как знаете, вот на ферме, если дать правильные условия, полить правильным образом растения, то ищут на расти. То же самое, собственно, и здесь. И я верю в то, что благодаря вот этому опыту наше государство сможет применить такие же правильные условия правильного климат-контроля в другие области. Потому что будущее прежде всего за экономикой знаний. И я верю в то, что Беларусь в этом смысле может быть успешной и стать IT-страной. Дальше. Кто победил у нас? Сара. Сара победила. Мишуля. И праздник. Давайте дадим Саре книжку. Похлопаем Саре.
вечер. Мы с Виктором постараемся сделать сегодняшний вечер максимально полезным, я думаю, максимально острым, потому что Виктор выступил как такой техно-оптимист. Я сегодня буду максимально скептичен в отношении тех тезисов, которые прозвучали. И после нашей беседы дадим слово вам для живых вопросов открытого микрофона. Значит, я не так давно смотрел на YouTube беседу Марка Цукерберга и Юваля Ноя Харари. Она длилась 1,5 часа, и я с большим трудом досмотрел эту беседу. Надеюсь, что у нас получится более динамично, более интересно. Но вот важный вопрос, с которого я хотел начать наш разговор. Все эти оптимистичные вещи, они рациональны. Однако сегодня многие говорят, в том числе Харари говорит, что мы переходим в эпоху датаизма, когда мы опираемся когда в нашей жизни алгоритмы все больше и больше решают за нас, какой контент нам смотреть, в каких сообществах нам состоять, приложения, которые определяют, как нам двигаться, как нам питаться, когда ложиться спать и так далее, и так далее. И в принципе алгоритмы становятся все лучше, все умнее, и выбор, который раньше совершал человек, а выбор, он, казалось бы, был всегда в эпоху гуманизма, то есть быть или не быть у Гамлета, или у Виктора Франкла, в нацистских лагерях. При всем страдании и всем ужасе всегда можно было выбирать, какая твоя реакция будет на эти страдания и на этот ужас. То сейчас ощущение, что вот эту функцию выбора человек все больше делегирует алгоритмам. И из субъекта превращается в объект. То есть алгоритмы управляют его жизнью. Если это так, то в чем тогда наш смысл и для чего мы вообще Homo sapiens? Вот с такого простого вопроса я бы хотел начать нашу дискуссию. Первое, Юваль Харари берет за выступление по $100 000, да? Нет, больше гораздо. Больше, да. И берет их потому, что он может привлекать внимание. И опять же, как я говорил в начале, то есть привлечь внимание легче всего негативом. Если писать как все хорошо, то это не привлекает большого количества внимания. Да? Собственно, поэтому он в этой беседе и говорит, да, Цукербергу, что я стараюсь вам показать негативные какие-то аспекты, которые могут быть, чем позитивные. Да? Потому что если бы это была позитивная беседа, то вообще бы не смогли это поставить 100%. Вот. Поэтому, собственно, да, первое, как я уже говорил, что каждая новая технология, решая одну проблему, создает огромное количество новых проблем. Да? И та проблема, о которой ты говоришь, она, безусловно, где-то частично может иметь место быть. Да? Например, допустим, одна из вещей, которую сегодня, наверное, все чувствуют, да, это то, что дети все больше времени проводят в YouTube и в Инстаграме. И, собственно, родители становятся им менее интересны. Знаете, интересная вещь в том смысле, что если пришел бы терминатор из будущего и забрал бы ребенка, то все кричали бы, орали, как кошмар, да? А что происходит? Алгоритмы рекомендаций Ютуба и Инстаграма забирают внимание детей, да? И они ребенка физически не забрали, но мысленно они его забрали, да? И, собственно, люди не понимают, что происходит. И что это означает? Это проблема, безусловным образом, да? И но у которой есть решение. Сегодня мы, как родители, должны быть интереснее, чем YouTube, да? Мы должны быть интереснее, чем Instagram. Мы должны все время развиваться, мы должны все время учить чему-то новому и понимать, что вообще происходит. Я здесь, Виктор, не прерву тебя. Почему? Потому что ты, как человек из IT, прекрасно понимаешь, что нейросети развиваются гораздо быстрее любого из нас, любого человека. Обучаясь на данных, обучаясь на большом количестве данных. Я сейчас предложу тебе это прокомментировать. Ну, к примеру, я играю в шахматы с искусственным интеллектом. В лучшем случае выигрываю одну партию из 10, будучи кандидатом в мастера спорта. И чем дальше я играю, тем хуже получаю результаты. Потому что машина обучается на каждой партии, которую она играет со мной, с другими игроками, сама с собой, и обучается гораздо быстрее меня. То есть она способна гораздо большее количество операций выполнять единицу времени. Соответственно, вопрос в том, что появилась некая сущность, искусственный интеллект, который, обучаясь, становится все умнее и лучше нас. И вот, возвращаясь к этой повестке, с которой мы начали, в чем тогда наша роль и чем мы можем быть конкурентной, интересной рядом с ними? Первое. Не становится она умнее нас. Да?
она роботы, машины, алгоритмы, понимаете, такая есть вещь математическая, да, что, например, если мы говорим про какое-то пространство, не знаю, там, стоит тренинг, да, то в нем компьютер может разбираться гораздо лучше человека и быстрее, да. Но если мы говорим про пространство там, из миллиона измерений, то любой компьютер вздыхает. Потому что таким образом устроена система вычислений, что, скажем так, в огромном количестве измерений он просто не в состоянии ориентироваться. Люди все равно, на самом деле, они, так сказать, роботы, очень простые вещи действительно могут делать лучше, чем люди. Да? Однако вот, творческие вещи, сложные, да, собственно, это то, что ни одна машина никогда, на мой взгляд, делать не будет. Просто потому, что, как бы, если вот там поговорить про статистику предела Германа в отношении количества вычислений, которых можно выполнять, да, собственно, и так далее. А почему, например, вот, допустим, нельзя сломать там, на сегодняшний день ключ к биткоину, да, допустим, шифрование, да? Потому что просто количество вычислений, которые для этого необходимо сделать, оно невероятно огромное, да, собственно, туда ключ к биткоину, да? Вот. И аналогичным образом это относится к другим задачам, да? То есть так уже устроены компьютерные алгоритмы, что и так устроена математика, да, и так устроена пока не добавлен компьютер, да. Собственно, есть очень большое ограничение. Шахматы, да, там не может много измерений, компьютер может задушиться. Да? Однако никогда не будет компьютера, который сможет там, и играть в шахматы, там, и разговаривать с людьми, и делать много-много-много всего того, что делает человек. И писать музыку, потому что машина уже пишет музыку. Какую-то отдельную вещь, да. Но опять же, не все вместе. И опять же вопрос, какое количество контекста в этой музыке компьютер использует. То есть это важно. Мы с Давай здесь зафиксируем, что, по твоему мнению, человек, наш вид на Земле, Homo sapiens, еще в обозримом будущем, он все-таки будет лучше машины, сложнее машины, интереснее машины. Да, если так, смотри, вот эти вещи дети понимать в ретроспективе, да? Там, не знаю, 200 лет назад, когда появились первые машинные механизмы, такие, полноценные, да, то есть тоже можно было сказать, что пройдет время и, собственно, там машины смогут делать любую физическую работу, да. Однако прошло время, и да, действительно есть машина, которая в каждом отдельном случае может делать какую-то часть физической работы лучше человека, да. Например, там, копать, да, ездить, там, летать, да, собственно. Но машины, которая может делать все те же самые действия физические, которые делает человек, нет, да. И такая машина, прежде всего, скорее всего, если она будет существовать, она была прежде всего биологической. Да? Прыгать, бегать, ползать, вообще-то сообщения и так далее. Да? Вот идея в том, что то же самое будет и с интеллектуальными задачами. Да, какие-то узкие отдельные области машины смогут делать гораздо лучше людей. Да? Вот. И это классно, потому что, опять же, большинство людей сегодня занимается скучной, неинтересной работой. Да? И эти вещи уйдут в прошлое. Гораздо будет более интересная творческая жизнь. То есть, если я правильно тебя понял, человек более многомерное существо, чем машина, и в том будущем, которое мы пока еще способны перед собой видеть, машина не заменит людей. Человеческий мозг невероятно сложная штука, да? Вот. И там на самом деле нет никакого там понимания в отношении того, что такое сознание, как оно работает, как это связано с какими-то квантовыми вычислениями и прочими другими вещами, да? Вот. Сегодняшние компьютеры в отношении того, чтобы думать в огромном количестве измерений, очень слабы. Да? Вот. Они могут думать в каком-то ограниченном количестве измерений. Хорошо, я понял. Это вопрос всегда контекста. Да? Просто огромного человеческого мышления тем хорошо, что оно может думать в большом количестве разнообразных контекстов и может творить. Связывать эти вещи, которые между собой раньше не были связаны. Окей, это хорошая новость. Хорошая новость. Я думаю, что степень тревожности у многих в этом зале и тех, кто потом нас будет читать, смотреть, она снизилась. Но тревогу у многих вызывает скорость изменений. Ты приводил пример про то, как 200 лет назад разворачивалась индустриализация, и в принципе у людей вот переход из аграрной экономики в индустриальную экономику, он происходил не мгновенно. Менялись несколько поколений, то есть можно было адаптироваться. С точки зрения, наверное, психики человека, операционной памяти, каких-то функций нашего мозга, они принципиально за последние десятилетия как минимум не изменились. А темп изменений, темп информации, которая нарастает, и канал информации, она растет экспоненциально. И можем ли мы вот в этом экспоненциальном росте адаптироваться, и ты приводил пример, что 50% профессий, они будут не актуальны, будут не нужны. То есть людям нужно переучиться, людям нужно меняться, и меняться много раз за свою жизнь. Готовы ли люди, по твоим наблюдениям, по твоим ощущениям, к такому темпу и к такой скорости изменений?
Смотри, 100 лет назад переход в Нью-Йорк, и там куча лошадей. Да? Вот. И потом такая же фотка Нью-Йорк через 11 лет. Это было то время, которое проводим в школе. И улица полностью изменилась. На улице машины везде, да? И люди, которые до этого, когда на улице были лошади, думали, что лошади, как известно, не имеют органические, скажем так, продукты своей жизнедеятельности, да, которыми люди думали, что заполонится весь Нью-Йорк и будет ужасно и, так сказать, кошмарно. Да? Однако прошло время, эта проблема решилась. И решилась она не таким образом, каким думали люди по парадигме лошадей. Она решилась тем, что появились машины. Аналогично и здесь, да, собственно, что время сегодня говорит нам о том, что учиться нужно и получать новые знания как никогда раньше, как никогда быстро. И успешными будут те страны, которые, и те люди, которые научатся это делать гораздо быстрее. Но очевидно, что пройдет очень небольшое количество времени, и, скажем так, мы будем жить в мире, где скорость и привычное для образования у большого количества людей будут совсем другого масштаба. И в том числе, знаете, вот есть вот такие технологии дополненной реальности, технологии виртуальной реальности, которые позволят нам учиться постоянно. Мы сможем вместо мобильных телефонов иметь очки, линзы контактные и учиться все время. И учиться самым лучшим, самым эффективным, самым быстрым образом. Поэтому, безусловно, сможем. Да? Просто вопрос, опять же, я приведу пример с грамотностью. И многие думали, что по 200 лет назад, что максимум может быть на планете 300 грамотных людей. Однако прошло время, и, собственно, сегодня грамотные все. Да? То же самое будет и с образованием. Да? Мы будем учиться гораздо более эффективно. Хорошо. Про образование отдельно хочу поговорить, отдельным блоком. У меня третий вопрос, вот, глобальный, и дальше перейдем уже к нашей локальной повестке, к белорусской повестке. Сегодня мы наблюдаем централизацию данных у больших компаний, у больших систем. Это Google, это Facebook. И мы наблюдаем, как страны, которые развивают информационные технологии быстрее, они, в общем-то, могут с развитием квантовых компьютеров, искусственного интеллекта, сконцентрировать весь объем ресурсов у себя, и, в общем, экономическое расслоение мира, оно будет драматическим. То есть будут страны-аутсайдеры, которые не смогли в эту информационную эпоху войти, не смогли перестроиться, не смогли так быстро обучиться, так быстро подготовить людей в своей стране к этим изменениям. И будут страны-чемпионы или компании-чемпионы, будет, может быть, 1-2%, которые, как говорят, победитель получает все. И вот эту концентрацию мы, в принципе, наблюдаем уже сейчас. Да? Тебя это настораживает, либо ты, скажем так, и в этом вопросе технооптимист. Смотри, то есть ты считаешь, что чем больше данных, тем, соответственно, лучше алгоритм, правильно? Да, и вопрос в том, что эти данные сфокусированы в не большом узком кругу владельцев данных. Давайте на вопрос смотри. Представь себе, что поставили камеру здесь, да? И фотографируют 5 людей, кто такой. И фотографируем их лица. Да? Собрали 7 миллиардов фоток. Да? Все прошли через дверь, и мы всех сфоткали. Да? Дальше мы посмотрели эти фотки, и каждой фотке это писали. Глаза открыты, глаза закрыты. Да? И хотим обучить нейронную сеть, чтобы она определяла, глаза открыты или глаза закрыты. Да? Вопрос. Как ты думаешь, какая будет точность такого алгоритма? 7 миллиардов фоток, все правильным образом помагированы. Да? Самая крутая нейросеть в мире. Да? Запустили, что будет? Я думаю, она будет лучше любого полицейского. Вот. Ты думаешь, она будет лучше? А реально будет ноль. Точно. Да? А это почему? Потому что, когда стоит камера здесь, люди, которые заходят через дверь, у них глаза в основном открыты. Они моргают периодически, да, собственно, и в этих данных из 7 миллиардов фоток будет очень маленький процент фоток, где глаза закрыты. Да? И кейсов, на которых глаза закрыты, очень-очень-очень мало. А кейсов, где глаза открыты, очень-очень много. И нейросеть, на самом деле, при таком большом обучении, придет к тому, что она будет говорить, глаза открыты всегда. Понимаешь? И ничего не будет. Это тебе говорю из практической стороны того, что происходит каждый день, да, непосредственно. То есть, на самом деле, вот эта вот история про то, что чем больше данных, тем лучше, да, она не всегда правильна.
Иногда бывает так, что данных нужно очень небольшое количество, чтобы получить очень классную нейросеть. И скорее при увеличении объема данных она начинает терять свои качества. Да? И это делает вещи, которые называются каждый день. Да? Вот. И Вайт Рай, который там это сделал, да, собственно, как бы он не тренирует нейросети, да, собственно, он медитирует какой-то випассану, да, собственно, другие такие вещи. Вот, и выступает за собственной штукой в таком деле, да, собственно, в этом самом. Так вот, идея в том, что, как бы, опять же, первая мысль, да, что не всегда очень много данных – это хорошо, да? Нет, скорее вопрос про то, что технологические страны, там, где технологии развиваются быстрее, они будут опережать значительно более быстрыми темпами, чем индустриально страны третьего мира, страны аутсайдеры. Основная суть в том, что вопрос того, что да, такое возможно, да, но это вопрос не технологий и не данных, а прежде всего людей, да? И вопрос того, как быстро каждая страна может готовить людей к этой новой экономике. Почему я говорю, что сегодня нет большей проблемы, на мой взгляд, да, у любого государства, чем система образования, которая требует там, улучшения на 5%, да, там, а 10 раз. Да? Потому что в новой экономике нужно будет учиться гораздо быстрее. В новой экономике нужно будет быть гораздо более разнообразной творческое количество, потому что, знаешь, везде всегда одинаковая история. То есть, всегда математика и язык это номер один, да, во всех системах образования мира. Да? И очень редко, когда в время как какая-то музыка и там, танцы, да, какие-то креативные вещи всегда внизу. Да? В будущем это важность более творческих вещей будет совсем другого масштаба, как я говорил, да, в связи с тем, что мы сильнее машин именно по количеству того, что мы можем думать в большем количестве измерений. Ну, вот важный тезис прозвучал, давай тогда его разовьем, что степень продвинутости страны в мире, в мировом сообществе будет зависеть от того, насколько люди внутри этой страны и элиты внутри этой страны готовы меняться, готовы обучаться, готовы менять системы, в том числе систему образования. И от этого зависит будущее, честно. Да, именно так. Но я не думаю, что от того, что там слишком много будет там, в одном месте данных, или от того, что будет там слишком какие-то большое количество концентрации для компаний, да, то это прям даст какое-то невероятное, непроизводительное преимущество. Да. Вопрос чисто в образовании, ничего больше. Хорошо. Тогда вопрос, давай вот сейчас приземлимся в Минск, в Дворец искусств, в этот зал, в нашу страну, и поговорим о готовности нашей страны, нашего общества к этим глобальным изменениям. Потому что, по моим наблюдениям, те вещи, которые обсуждаются в нашем экспертном сообществе, в интеллектуальных, политических кругах, в разных кругах, это часто повестка позавчерашнего дня. Может быть, да, такая немножко провокационная мысль, но вопросы диктатуры, демократия, вопросы Запад-Восток, вопросы, многие вопросы, которые вот основную составляют повестку нашего экспертного сообщества, это не настолько актуальные вопросы по сравнению с тем, а какими мы будем через 5-10 лет, с учетом того, что мир очень сильно меняется, что человечество меняется прямо сейчас. И мы это не обсуждаем, и мы к этому не готовы. Ну, либо, по твоему мнению, вот я здесь как раз хочу твою оценку услышать, насколько наше общество, насколько наше государство, насколько наш бизнес готов вот тем глобальным изменениям, которые сейчас происходят, чтобы мы были не страной-аутсайдером, а страной, которая занимает достойную позицию в мире. Первое, я с вами согласен, что многие у нас живут в прошлом, и это касается не только там власти, да, это касается и многих там лидеров СМИ, да, собственно, и политиков и так далее, да. Это раз. Два, что, как я уже говорил, гораздо более интересно написать плохой пост, какой-то плохой там политик, да, чем, скажем так, подумать и разобраться в какой-то более сложной области, да, собственно, и привлечь к этому внимание. Собственно, по этой причине я сюда и пришел, да, чтобы, скажем так, вы все лидеры мнений, вы все влияете на общество каким-то образом, да, я хотел, чтобы вот, было больше понимания в отношении того, что образование – это область, от которой будет прежде всего зависеть будущее нашей страны. Не от России, не от того, какой будет язык, да, не от того, какие будут политики и прочие вещи, а прежде всего от системы образования. И, собственно, вы все лидеры мнений, да, собственно, вы все можете так или иначе влиять на общество, да. И вот, собственно, по этой причине я пришел, да, чтобы сказать нашему, скажем так, интеллектуальной элите, да, о том, что это важно и нужно на этом фокусироваться, потому что это будущее, да, а не какие-то вопросы старого дня.
Вот это важная мысль, и я бы хотел вот тут задержаться. Ты не только выступаешь, ты делаешь. Ты делаешь, это стоит признать. И декрет о развитии цифровой экономики – это во многом твоя личная заслуга, потому что я этот процесс наблюдал немножко снаружи, немного изнутри. И в принципе этот декрет родился достаточно быстро, где-то за год, от обсуждений до его принятия, и он заработал. И ты как-то сказал на одном из форумов замечательную мысль, что у каждого человека должен быть свой Immortality Project, свой проект бессмертия, наш ответ на нашу конечность, на конечность нашей жизни, то есть что-то, что переживет нас. Первый вопрос, он такой личный, а дальше будет более общественный. Вот этот декрет и возможные изменения в образовании для тебя лично это Immortality Project? Immortality Project — это про то, чтобы преодолеть страх смерти, да? Делать что-то, что переживет тебя. Что останется после тебя. Вот. Я не могу сказать, что делаю от страха. Я это делаю от любви к нашему обществу прежде всего, да? Поэтому для меня это, способ каким-то образом сделать так, чтобы через 20 лет это была успешная развивающаяся страна. Потому что невозможно даже через 20 лет, если какое-то длительное время будут какие-то изменения любого формата, да, собственно, невозможно взять и за один день изменить подстройку индустрии. Невозможно за один день переделать систему образования. Это нужно делать здесь и сейчас, собственно. И опять же, это не сказал бы, что это какая-то личная моя заслуга, это прежде всего заслуга сообщества. Да? Есть большое количество очень радушных людей, да? Огромное количество, да, собственно, которые этим занимались, да? Всякие есть, причем это, знаете, даже не только какие-то айтишники, да, это в целом общество, да, там очень многие люди, в том числе те, которые находятся здесь, это поддерживали публично, активно, словом, да, и это на самом деле очень важно сегодня, да, потому что когда есть в обществе какая-то единая позиция в отношении того, что да, мы хотим быть актуальными в будущем, да, нам это нужно, и люди про это активно говорят, это помогает, да, поэтому это скорее такой общественный общий проект, да, собственно, и нормальное развитие нашей страны, да, поэтому я смотрю это больше на какую-то, скажем так, классную историю, в которой мне удалось поучаствовать. А как ты считаешь, почему она стала возможной? Почему вот именно этот проект, он так быстро, и такой масштабный проект, так быстро получил жизнь в Беларуси? Почему? Потому что было много недобродушных людей, которые ориентированы на практический результат. То есть это энергия вовлеченных людей, которые хотят достичь конкретной цели. Я могу по этому поводу долго рассказывать, да, и я знаю, что история от начала до конца. Там было столько случайностей и такое количество очень классных, сильных людей, которые на каждом этапе каким-то образом эти случайности передвинули в какую-то, скажем так, сторону более позитивную, да, непосредственно. Это не работа одного человека. Вообще в современном мире нет такого слова. Мне очень нравится, знаешь, слово «я», да, и слово «мы», да, всегда вопрос команды, вопрос коллектива, вопрос какой-то веры во что-то, да, непосредственно. И это та вещь, которая действительно нужна обществу, да, не какой-то проект, который связан с прошлым, да, непосредственно, и интересен стать, да, то, что интересно большому количеству людей, вот именно по этой причине, да, собственно, он, мне кажется, и получился, да. Вот это «мы» — это небольшая часть людей из IT-сообщества, почему не говорят огромное юридического сообщества. Сколько людей? Почему ты думаешь очень узко? Нет, это не только юридическое. Это смотри, это вот журналисты. Вот ты же писал в Фейсбуке, как это классно, да? И ты точно много. Знаешь, и идея в том, что... Видите, все данные сохраняются, да. Нет, смотри, это самое. И это очень помогает, да, потому что многие писали, что это плохо, что IT белая косточка. Писали там очень мало что плохо. Писали в основном что-то позитивно, да, непосредственно. Создавали общественное мнение, которое, собственно, было направлено на то, чтобы прийти к... Но сколько людей, вот мне интересно, это могучая кучка, которая способна такие большие перемены создавать? Сколько вот людей, которые этим проектом жили каждый день? Я не считаю, что это про людей, да, я считаю, что это про идеи, да. Вот есть идея какая-то классная, хорошая, идея про будущее, да, собственно. И там, конечно, можно сказать, Вася сделал больше, чем Петя, да, собственно.
У нас это было людей, которые это поддерживали, кто об этом говорил, кто, причем там среди чиновников, среди журналистов, среди там, каких-то экспертов, там, среди там, ну, это огромное количество людей. Знаете, вот такая есть, вот, на самом деле, у нас очень мало, я могу сказать, что одним из интересных для меня выводов вот этой работы было то, что у нас очень слабо представляют люди, как устроена система власти. Расскажи. Вот у нас, на самом деле, есть вещи, которые, наверное, людям все подумают, что я говорю неправду, да, непосредственно. Как бы. Но я вам говорю честно, говорю правду от начала до конца, да. Значит, Беларусь, вот если убрать самый верх, да, вот на втором уровне, да, это шведская демократия. Понимаете, как бы, шведская демократия, что значит шведская демократия? Это что должны, вот что такое, например, декрет или закон, да, который принимается в Беларуси? Его должны подписать 200 организаций. Не одна, не две, там, не три, а 200. 200 подписей, да? Вот, например, на декрете стояло 200 подписей, да? И какой-нибудь Вася, например, допустим, там, где-нибудь там, не знаю, в каком-то министерстве чего-нибудь там, да, условно говорит, не хочу, да, непосредственно. И все, да, то есть там и труба. И говорит, давай вот это вот не так будет, а вот так, да, собственно. Вот. Собственно, нам повезло, что там было очень много про криптовалюты, да, собственно, никто ничего не понял, да? Вот, это самое. Ну, кстати, не думаю, что это пройдет. Но это оказалось такая очень, как это сказать, решающая. Ну, тренд был такой очень вам, как попутный ветер. Нет, это тренд. И просто было, ну, как сказать, смотришь, так непонятно. Как не взять. Но, собственно, идея в том, что, скажем так, но все равно, да, то есть это как бы, еще раз, как бы Беларусь, это вот в моем понимании, я реально вижу процесс от начала до конца, да, это вот такая шведская демократия, что нужно прийти к каждому чиновнику получить подпись. И он может сесть и сказать, не буду, понимаешь? И все. И, собственно, есть это вот мнение, да, которое в том числе строится и на общественном мнении. Почему я говорю, что вот сила слова, да? Что очень многие те, кто поддерживает в социальных сетях, которые, правда, говорили позитивно, да, они в том числе влияют на людей, которые принимали решения, и они это, собственно говоря, приняли, да. Это не такая история, понимаете, как бы, что там один человек сказал, да будет свет, да, и все. Нет, так это не работает, просто потому что как бы каждый должен поставить свою подпись, да, собственно. И один человек не может взять каждую бумажку, которая так проявляется, да. Это всегда вопрос, опять же, мы, да, в любой широком смысле, да. И как бы, в связи с тем, что это прежде всего хорошая, здравая, классная идея, и она про будущее, да, собственно, только по этой причине она, собственно, получилась, да. А сопротивление среды было сильным? Вот эти 200 подписей легко было собрать? Ну, было, конечно, безусловно, было сопротивление, безусловно, это была тяжелая работа, да, собственно, которая там, скажем так, каким-то образом делать большим количеством разнообразных людей. Но опять же говорю, что это результат работы, прежде всего, общества, да, а не там 2-3 людей, которые многие хотят говорить, да. Потому что многие это поддерживают, да, многие там дети работают в индустрии, многие понимают, что будущее зависит, многие видят, что без этого будущее не никак, да, собственно. И среди всех, и чиновников, и журналистов, и экспертов, и не знаю, и просто людей, да, собственно, в самом широком смысле этого слова. Поэтому это скорее результат того, что это просто хорошая идея, да, а не, скажем так, какая-то там история, которая там непонятно чем может кому-то помочь, да. У нас, знаешь, если на полном серьезе люди сидят и обсуждают в 2015 году, есть YouTube-канал, и там обсуждают, какая у Беларуси идеология и идея. Знаете, какой есть канал? Там, Ты смотришь такие каналы? и смотрю, меня просто приглашают сказать, что там люди на полном серьезе обсуждают, какая должна быть у Беларуси национальная идея. В 2019 году, да? Идеология, что такое, да? Сейчас, 2016. Да. Сейчас такой мир, что все эти идеологии это продукт прошлого, продукт дефицита информации. Да? Сегодня этого нет ничего. Да? Сегодня есть какие-то определенные идеи, есть ценности какие-то, которые там существуют у людей, да, непосредственно. Но идеологии, да, как таковых, да, сегодня там у самого сильного медиа процент пробития там, населения очень-очень низкий, да, собственно, и огромное количество конкуренции за внимание происходит. Сегодня такого понятия, как идеология Беларуси, и не будет. Да? То есть заниматься вот этим вопросом, я просто помню, как были целые совещания по вопросу государственной идеологии. На сегодня это не имеет смысла. Я считаю, что нет. Я считаю, что это невозможно, я считаю, что это просто продукт. Это вот обсуждение, опять же, прошлого, да, собственно. Есть какие-то природные цели, задачи, ценности, какие-то там, собственно, идеи, да, непосредственно вот в каком-то формате, да, собственно, какие-то там, но обсуждать
какую-то одну единую там, цельную идеологию, в которую будет верить каждый белорус сегодня, в 21 веке, когда получается, что каждый смотрит свой какой-то контент, каждый интересуется своим, это все в прошлом, этого не будет. А что тогда нас объединяет, вот кроме территории, что, по твоему мнению, нас объединяет, если, как ты говоришь, национальная идея или государственная идеология – это уже продукт прошлого, и его не надо пытаться натянуть на современность, на реальность? Ценности. Что нас объединяет? Общие ценности, нас объединяет наша культура. Культура это не просто идеология, да? Идеология это то, что придумали раньше государства, чтобы манипулировать людьми, да, собственно, чтобы они там верили в какой-то проект, пришли там, условно говоря, на войну, да, или что-то еще, да, собственно. Нас объединяет культура. Культура это очень многообразное понятие, да, отношение, да, к различным всяким там идеям, вещам, собственно, и русская культура есть, она существует. Мы состоялись как государство, как народ, и как общество, я считаю, да, непосредственно, поэтому это нас отличает, а не наличие идеологии. И хорошо, что все нет, да, была бы идеология, но создали бы там каким-то образом жестко, да, как это происходит в других странах, да, непосредственно, ничего хорошего этого не было, да, собственно, через достижение нашего государства, что здесь нет, да, такой жесткий государство, старый. Это свежая мысль, и тут вопрос, произошло это благодаря либо вопреки, но я с тобой согласен, что вот эта попытка сконструировать некую идеологию, она неуспешна, была неуспешна, и может быть это и хорошо. И, точнее это хорошо, потому что мир становится все более открытым, и как бы жить в неком одном коридоре мышления, в некой одной картине мира сегодня, когда так много информации, наверное, это просто искусственно. У меня вопрос следующего плана. На одном из клубов, интеллектуальных клубов, обсуждалась тема компромисса. То есть нужно ли сотрудничать с властью, с государством для того, чтобы путем неких уступок реализовать какие-то решения. Либо никакое сотрудничество быть не может, и нужно оставаться высокоморальным человеком и так далее, и так далее. Вот я знаю, что очень многие пишут на форумах и в том же Фейсбуке, что Виктор, он вот постоянно появляется в телевизоре, на различных совещаниях его можно увидеть, и он так очень активно, скажем, взаимодействует с властью. Тебя вот такие комментарии, они как-то раздражают или вообще какое-то внимание ты на них обращаешь? И что ты думаешь по этому поводу? Вот компромисс, например, бизнеса и власти, либо общественных деятелей власти, либо интеллектуальной элиты власти? Я, честно говоря, не понимаю, что ты говоришь. Хорошо. Компромисс, это что такое компромисс, да? Это вот что такое компромисс? Компромисс. Я подготовился к вашей встрече. Ну давай. Посмотрел словари. Давай. Значит, если очень просто, то это достижение своей цели путем некоторых уступок. То есть нужно совершить некоторые уступки, чтобы достичь цели. Какие уступки, да? О каких уступках и кому мы говорим? Скажи, пожалуйста, шел ли ты на какие-либо уступки для того, чтобы в Беларуси был принят декрет о развитии цифровой экономики? А каких я могу пойти уступках для государства? Вот это подумай сам, да, вот каких вот, что им от меня может быть, им плевать, да, собственно, как бы очень глубоко. О каких уступках идет речь, да, собственно, вот я, понимаешь, я не понимаю эту вообще тему, да, то есть, что такое вообще компромисс? Компромисс, конечно, переговоры, да, вот с переговорами у нас, да, нет, я тебе уступил, ты уступил мне, да, и в переговорах всегда сила позиции каждой стороны определяется его альтернативным вариантом. Да? Например, мы идем переговоры, да, например, там, я не знаю, хочу к тебе устроиться на работу, да, условно. Я могу получить там чуть больше, собственно, естественно, это вот основа силы моей позиции переговоров, да, непосредственно. В переговорах с властью, к сожалению, да, собственно, так уж устроено белорусское общество, никакой альтернативной позиции, да, собственно, у тебя нет, да, поэтому никакого компромисса здесь нет, да, и в принципе быть не может, да, собственно. Ты можешь каким-то образом разговаривать, договариваться, доказывать, почему это важно, да, объяснять, скажем так, пользу для общества, да, непосредственно, но компромисс, чтобы ты пошел на компромисс, чтобы ты где-то что-то уступил, где? То есть это переоценка самого себя. Ну, это, конечно, ты вот думаешь, что ты такой крутой, да, собственно, да, как бы, во-первых, нет никакого там, тем более с властью, ну, я вообще не понимаю, что говорить, что, конечно, не понимаю. Хорошо, я принял твой ответ. Ты сказал про общую культуру для Беларуси, про то, что нас объединяет. Вот мне кажется, что у нас в культурном коде, так сложилось исторически,
зашиты некоторые качества, некоторые черты, которые нам сильно мешают в современном мире. Учитывая, что мы находились вот на перекрестке различных геополитических событий, войн, то вот характер, типичный характер белоруса, это такой характер осторожный, это не высовываться, это посмотреть, что там получится у соседа, потом что-то сделать самому. И эта позиция нам позволяла выживать. То есть, если говорить объективно, то она повышала шансы на выживание. Вот эта осторожность, вот это вот сначала посмотрю из-за угла, а потом что-то сделаю. Сейчас, когда мир быстро меняется, когда надо много пробовать, экспериментировать, ошибаться, получать новые знания, и, собственно, только таким путем можно стать инноватором, изобретателем, лидером, мне кажется, вот эта вот наша такая инертность, наша осторожность, она нам в культурном коде сильно мешает. Можно ли этот культурный код как-то перепрограммировать, общественный культурный код? И как? И какая здесь задача лидеров мнений, которых много в этом зале? Чтобы мы стали более проактивными, чтобы мы стали более деятельными, и чтобы мы меньше обсуждали, почему нет, а больше обсуждали, а почему бы и нет. Перепрограммировать. Это же из IT-индустрии. Я считаю, что единственным способом каким-либо образом, как это сказать, изменить вот эти вот вещи, да, соответственно, там, в каком-то меньшем масштабе или большем масштабе, это всегда вопрос обсуждения, всегда вопрос диалога, всегда вопрос того, это вот во многом функция медиа, функция вот лидеров мнений, да, собственно, то, о чем они говорят. И знаешь, есть такая фраза интересная, что свет, он как дезинфектор. Вот он направляешь какую-то часть общества, да, и оно исцеляется, да. Вот, направили в России свет на эту историю, которую брал журналисты, да, собственно, и вот она исцелилась, да, собственно, да. Вот, аналогично и здесь, да, если какая-то есть проблема, которая не соответствует времени, то всегда вопрос того, что об этом нужно говорить. И да, безусловно, есть задача лидеров мнений, которая, не то что задача, да, есть вопрос генерации каких-то интересных идей, да, вот, собственно, вот Светлана этим занимается, была такие клубы, да, собственно, люди общались, люди слушали друг друга, чтобы люди понимали, да, как это работает. И идеи так уж устроены, что вот если эту бутылку тебе дам, ее не будет, да? А если открыть какую-то идею, она будет у тебя и у меня. Да? Если идея классная, то она распространится среди общества и сделает его лучше. Ньютон про яблоки так говорил, мы про бутылки. Да, поэтому как бы идея в том, что как бы, я считаю, что это безусловным образом вопрос этих вот идей, вопрос того, насколько много вообще общества и как активно оно между собой общается. Да? И такого рода инициативы, они, безусловно, всегда полезны. Не кажется ли тебе, что вот в нашем обществе некий дефицит, скажем так, это общее сознание или солидарности, что мешает нам тоже развиваться, что мешает нам меняться? Вот твоя история, когда ты вложил личные деньги и хотел передать школьникам, детям в Колбасовой Паране, да, это Аршанский район, передать планшеты. И если я правильно понял, пришлось идти тебе лично к вице-премьеру для того, чтобы эту простую гуманитарную акцию реализовать в жизни. То есть почему вот многие вещи у нас встречают сопротивление, не набирают необходимой критической массы, в том числе здравые, а набирают очень много негатива, очень много какого-то сопротивления. То есть как нам стать более едиными в нашей стране? Знаешь, я скажу интересную... Если государственная идеология, ее нет, если национальная идея, это тоже продукт вчерашнего дня, то есть на базе чего нам объединиться, чтобы мы вот некие цели, например, стать одной из передовых стран, одним из передовых обществ, чтобы мы эти цели реализовывали вместе, а не как-то вот фрагментарно. Нет никакого другого способа, кроме того, чтобы больше общаться, больше взаимодействовать. Да? То есть больше площадок для диалога. Да, больше медиа. Знаешь, скажу такую интересную вещь. Да? В Беларуси, на самом деле, почти все медиа убыточные, независимые. Знаешь об этом? Ты знаешь об этом. Так как сам является владельцем медиа. Вот. И они получают в основном какие-то гранты, какие-то деньги, да, собственно. И вот у меня возникала всегда такая вещь, знаешь, что если люди готовы платить деньги там много за еду хорошую, например, да? А за хорошее качественное медиа подписку купить не готовы.
там он сделал отношение подписку, да, условно, и она, скажем так, купила там, сколько, 500 человек, да, то есть там, ну, по состоянию на полгода назад, например, да, то есть не готовы люди платить за контент. За контент, да. И во многом проблема вот этого отсутствия диалога из-за того, что не хватает финансирования обществом вот этих самых медиа, да. Журналисты получают маленькие зарплаты, медиа бедные, да, собственно, есть там пара компаний медийных, которые там зарабатывают деньги типа Дубай, да. Все остальные там, может еще пару компаний, которые я не знаю, да. Все остальные компании это дотационный бизнес, да, которые, а дотация это всегда плохо, да. Это всегда отсутствие независимости, это всегда не такая сильная ориентация на свою аудиторию, да, собственно, это отрыв от рынка, по можно видеть, да, собственно. И я считаю, что вот, собственно, развитие медиа, бизнеса, да, развитие, кстати, площадок диалога, как ты делаешь, да, собственно, все эти вот, форумы, какие-то другие вещи. Это всегда хорошо, это единственный способ, каким можно прийти к какому-то большему пониманию друг друга и большему осознанию того, что правильно и что нужно сейчас делать. Смотри, тут немножко замкнутый круг получается. С одной стороны, развитие медиа – это хорошо, а развитие таких площадок – это хорошо. С другой стороны, ты привел пример нашей Нивы, ну, которая не стала BBC. Я имею в виду, что BBC, каждый гражданин Британии оплачивает вот лицензию за использование радиовещания у себя дома, и, собственно, на общественные деньги BBC живет. Неправда. Ну, ты как гражданин Лондона тоже платишь, но не знаешь, что с ним. Неправда. Это государственно финансируемая организация. Помогает государство, финансирует общество. Но, окей, есть модель в скандинавских странах, в Британии, когда действительно медиа живет на деньги самой аудитории, самих подписчиков, и тогда она служит этой аудитории и, в общем-то, заинтересована быть максимально интересным и продуктивным именно для аудитории. Не для олигархов, не для государства, не для грантодателей, для аудитории. Но почему так получается, что вот в Беларуси такая модель пока не реализована? Как ты считаешь? Ну, потому что для начала вот одно дело, например, да, я говорю, я наша Нива, дай мне денег, да, собственно, и народ не платит. Это означает, что это не работает, да, собственно. Нужно объяснить большее количество контекста, да, что, ребята, да, собственно, если чем больше будет в стране независимых медиа, вы не платите нам деньги, да, помогаете обществу, помогаете стране, да, и тогда этого будет больше, да, собственно. На самом деле, как это, знаешь, вот, ну, в бизнесе там есть огромное количество способов, как сделать сайт, и там, не знаю, зашло 100 человек, купил один, да, есть там миллион способов, как можно увеличить процент, да, непосредственно. И то же самое здесь, да, вопрос того, что как бы этим просто нужно заниматься, да, нужно опять же об этом говорить, о том, что это важно, почему это важно, чем это помогает, да, условно, и так далее. И тогда, как бы, опять же, говорю, что нету ничего, почему вот там демократия такая хорошая штука, да, собственно. Потому что она подразумевает диалог, да, подразумевает общение, подразумевает свободу слова прежде всего, да. И чем больше это свобода слова, тем больше общения, тем более эффективно и тем более успешно развивается общество. Я думаю, что твой спич наша Нива может в маркетинговой компании вот прямо взять и использовать для увеличения количества подписок. Но я в медийном сообществе получил такую информацию, что ты стал акционером одного из порталов, это DeFi, IT-портал. Это правда? Но мы дали занять. Ну то есть, вошли как-то в капитал через... Нет, мы как бы, ну, во-первых, как бы мы считаем, что, опять же, вообще, дальше важно, есть разница, да, между словом и делом, да, я не просто говорю, что нужно медиа, это важно, да, я считаю, что им нужно помогать, да, собственно, и мы каким-то компаниям, к нам не нужно приходить, мы больше никому не дадим. То есть, это самое, помогали, да, собственно, какими-то, скажем так, займами, потому что там обычно получается, что, как это сказать, под залог, долей, акции, что-то такого, но, как бы, идея в том, что я считаю, что, опять же, это просто пример того, что нужно помогать не только словом, да, но и реальными делами. Поэтому у нас есть возможность помогать, мы, собственно, помогали, да, непосредственно. Потому что мы считаем, что это важно. Это ты и твои партнеры? Мы — это наша организация. То есть ваша компания? Ну, наша компания, да. Группа компаний. Да, группа компаний. Поэтому, собственно, я считаю, что, опять же, каждый должен, если вы не можете дать займ про бизнес, да, например, там, или купить долю про бизнес, да, то сложите, купите подписку, да, собственно, и это уже поможет, да, собственно, это уже хорошо, это классно, да, собственно.
И если ты позиционируешь свою подписку, да, хотя бы таким образом, что она не для того, чтобы Виталий Иванюк заработал денег, да, собственно, наконец-то это Porsche, да, собственно, она для того, чтобы помочь в целом обществу, потому что про бизнес это классно, про бизнес это хорошо, да, то твой продукт будет выступать гораздо более успешно, потому что как бы людям не все равно. Люди хотят жить в лучшей стране, да, и как бы если твои интересы совпадают с их интересами, и ты про это говоришь, то почему нет? Они будут тебе помогать. Ну, в Беларуси есть, пожалуй, такая одна модель, вот с платформой «Имена», я в попечительском совете, это платформа, которая живет и развивается на деньги читателей. То есть она не использует ни гранты, ни государственную поддержку, а вот деньги читателей, деньги... Это самое классное, что можно В делать. том числе и читатели из бизнеса, которые финансируют для того, чтобы платформа жила и развивалась. Как Да. медийный социальный проект. Чтобы без денег, вот здесь вот у нас такая проблема интересная в обществе есть, да? Вот причем это видно и, что интересно, и в государственном направлении, да, собственно, и в частном, да. Вот частные какие-то компании, вот, например, простой пример, да, вот там, есть этот продукт математики, да, и чтобы он был успешным, нужно инвестировать деньги в юристов. Нужно взять выделить много денег на юристов, чтобы эти идеи преобразовать в какие-то законодательные проекты, да, которые потом уже можно каким-то образом расслышать, изменить там ситуацию, да. И вот у них, например, там деньги построить себе коттедж есть, и дифферали какие-то, да, собственно, а там на юристов немножко денег нету, да, собственно. И в итоге получается, что это вот на уровне того, чтобы поговорить, да, условно. Или, например, вот у нас часто бывает так, что, например, там, не знаю, вот учебники, например, делают, да, непосредственно, деньги, чтобы их напечатать огромное количество есть, а заплатить гонорар достаточно хороший автору нету, да, собственно. И вопрос в том, что нужно ценить эти вот как бы soft skills, да, нужно понимать, что от этого зависит будущее, да, собственно. И деньги, которые тратятся, это не то, что он там потратил и как бы все, да. Это деньги, которые идут на создание вот этого самого гражданского общества, которые идут на то, чтобы больше было диалога, на то, чтобы страна стала лучше и эффективнее. Просто нужно к этому поменять отношения, да. И тогда как бы мы будем жить в другой среде, медийной, да, и потом уже как следствие, да, скажем так, многие другие процессы, скажем так, под это дело оптимизируются, я считаю. То есть, если мы хотим изменений, мы должны инвестировать в экосистему, в экосистемные вещи. Хотя бы про это говорить, да, хотя бы начни с того, что про это говорить, да. Да не говори, как тебе говорят на форуме, да, не потом скажи, что мы классные про бизнес, мы помогаем бизнесу, вот благодаря нам. Я сейчас про медиа в широком смысле, для того, чтобы были разные площадки. Да, в целом просто идея в том, что вот у нас не хватает вот этого понимания, да, непосредственно у людей того, что он не себе заплатил за подписку, он был про бизнес, да, а он в целом помогает экономике, потому что то, что делает, это классно, да, вот и все. И тогда как бы хотя бы про это начать говорить, да, потом уже, если люди это будут лучше понимать, если мысль ляжет гораздо, будет воспринята правильно образом людьми, то это приведет к тому, что этого просто будет больше, потому что без денег сделать успешное медиа, успешную площадку для переговоров сложно, да, потому что такой мир, понимаешь, люди, так устроено наше общество, да. Поднимите, пожалуйста, руки, кто готов вкладывать в медиа, вот подписываться на медиа и платить каждый месяц. Он было сначала до, потом после. И мы проверили бы эффективность. Ну да, процентов 30-40, и это элита. Он молодейший, он немножко подрос. Вот если бы больше про это говорили, то было бы более эффективно, да, в конечном итоге. Ну вообще да, мысль, она если поселяется в голове, то она потом постепенно захватывает человека, захватывает его сознание. Я на десерт поставил тему образования, и ты говорил о том, что вот ключевой вызов для нашей самой растущей IT-отрасли – это не дефицит кадров, и то, что система образования готовит людей вчерашнего дня. А какой должна быть, пока это никто не знает в мире, но вот как видишь это ты, каким должно быть образование в Беларуси, чтобы мы были конкурентны в самом широком смысле? Ну, опять же, для начала об этом нужно начать говорить, да, потому что у нас про это говорят крайне мало, очень мало, да, собственно, очень маленькое количество людей, которым вообще в принципе это интересно, да, и это очень незаслуженно, да, потому что как бы это та проблема, от чего будет зависеть во многом то, что будет совершенно завтра. И многие вещи, которыми занимаются современные политики, какие-то экспертные лидеры, да, собственно, и так далее, они как бы не влияют сильно на то, что будет завтра так, как на это повлияет изменение системы образования. Это раз. Два.
как бы мне хотелось видеть, во-первых, второе, это что я думаю, что очень многие вещи, они изменятся сами, хотим мы того или не хотим, да, и не нужно переоценивать, что называется, свой вклад, да. То есть сегодня уже появляется огромное количество YouTube-каналов, где очень классным образом рассказывают про математику, про русский язык, там, про русский язык, возможно, такие каналы появятся. Вот, собственно, как бы, если кто-то хочет, чтобы белорусский язык люди знали лучше, да, собственно, то такие каналы должны быть, да, собственно, и вот в это нужно вкладывать время, знания, деньги и прочее, да. Вот, я очень верю в видео. Я верю в то, что в школе будущего то, что сегодня происходит в классе, должно делаться дома. А то, что происходит дома, должно делаться в школе. Потому что каждый ребенок учится в своем каком-то режиме. Да? Если у нас, если он приходит в школу или на лекцию, там происходит какое-то, и ему преподаватель что-то рассказывает, то среднестатистически эта лекция скучная, неинтересная. А если и она имеет много очень вещей, которые, скажем так, которым она проигрывает по интересу любому ютуберу, безусловно, образом, да? Однако, если он приходит домой и дома включает лекцию самого-самого классного преподавателя русскому языку, например, да, или по математике, или почему-то еще, которая классно монтирована, где много вставок интересных видео, где очень быстро меняется контекст, где показано, почему это классно, почему это интересно, да, собственно. И это не первое видео, которое снялось, да, а там сотая его редакция после большого количества изменений, да, которые там были нужны, да, и оно показалось ему именно исходя из его личных предпочтений, да, собственно, на ту самую тему из 20 видео, да, собственно, но учитывая индивидуальные особенности этого ребенка, ему показалось одно из этих 20 видео, да. Вот. А в школу он пришел, да, для того, чтобы эти знания применять, для того, чтобы общаться, взаимодействовать. И вот эти домашние задания, которые есть делают в школе, да, на мой взгляд, должны делаться дома. Они должны делаться в школе с учителем. Учитель должен помогать детям общаться, взаимодействовать, таким образом заниматься гораздо более творческой работой, чем тут там лекции. Вот здесь у меня вопрос. Вот мы с тобой ровесники, да, и росли в ту эпоху еще, когда, и те, кто старше нас, росли в ту эпоху, когда учитель, преподаватель в классе был носителем, единственным носителем знаний. То есть он прочитал учебник, и, собственно, он это знание транслировал нам, мы это записывали, и потом мы это знание пересказывали. Не было Гугла вот тогда. А сейчас в эпоху Гугла, ну, вот такая модель, она, очевидно, делает учителя ненужным. Тогда в чем роль учителя, если он перестал быть транслятором некой эксклюзивной информации, транслятором знаний? Роль фасилитации. Роль в том, чтобы объединить сообщество тех, кто хочет учиться. То есть модератором становится. Модератором, фасилитатором, тем, кто помогает, да, собственно, тем, кто занимается тем, что направляет дискуссию и это взаимодействие в нужное русло, да, собственно. Вот какая трансформация, на мой взгляд, произойдет с учителем в следующее какое-то время, да. И такие эксперименты уже есть, кстати говоря. Они есть и в Беларуси. Я уверен, что никто не знает, здесь, наверное, скорее всего, какие эксперименты в Беларуси. Они очень успешные. Есть несколько школ, которые это делают, да, собственно. Опять же, потому что наши лидеры мнений про это не говорят. Потому что наши лидеры мнения это неинтересно. Им интересны какие-то другие проблемы, которые они считают более важными, да. Хотя, опять же, я считаю, что это самая важная проблема. Вот. Это уже идет, да. Очень много чего в этом смысле делается, просто мы этого не видим, да, потому что нам интереснее негатив, нам интересна какая-то вот там вещь, которая связана с нашим там выживанием, да, чем какие-то, скажем так, более позитивные и более сложные процессы, да. Роль вот наставника, роль ментора, потому что у каждого из нас в жизни были люди, которые сильно повлияли на нас, на наше формирование как личности. Она остается за учителем, она еще больше актуализируется. Вот где искать, потому что контента много, но я не так давно читал исследование, что около половины курсов, которые приобретены на Курсере, они просто не досматриваются, либо вообще не смотрятся. И правильно, да? Вот. И где найти вот этот внешний стимул, который бы побуждал меня становиться лучше, учиться, что-то пробовать, то есть вот где этот наставник, где этот тренер? Первое, я не знаю и не могу тебе ответить на все вопросы, каким образом. Как ты это видишь? Я скажу, как я это вижу. Да? Я считаю, что вопрос всегда отталкивается от одной простой идеи «зачем?». Да? Вот, знаешь, как это есть классный пример, мне очень нравится.
когда Геннадий пришел на космодром и спросил уборщика, Да. Я что он запускаю. делает, да, он говорит, я помогаю запускать человека в космос. Да, он не ведет метелка, да, он запускает человека в космос. Это совсем другого масштаба ощущения того, что происходит, да, собственно. Когда дети приходят на урок и не понимают, зачем им это нужно, безусловным образом как бы, ничего не меняется, да, непосредственно. И поэтому вопрос того, что всегда вопрос про то, чтобы был видеть в контексте, да, образование, да, не про то, чтобы напихать в мешок кучу трухи, да, это про то, чтобы зажечь щу. Понимаешь, чтобы вот у него был интерес, чтобы было желание, чтобы ему было прикольно, чтобы он хотел, понимаешь. И очень какому-то количеству людей, даже сегодняшняя система образования, приводит к тому, что он загорается, да, но очень большого количества нет. И это просто вопрос вот этой оптимизации и вопрос персонализации, мне кажется, да, непосредственно. И я думаю, что это в любом случае в мире произойдет. Вопрос в том, насколько быстрее мы, как страна, сможем это сделать. Скажи, пожалуйста, а твой диалог с Министерством образования, который ты ведешь, тебя понимают, тебя слышат? Ну, Представляете, как плане скоро будет новый министр образования. Не, на самом деле, я скажу так, есть то, где находятся наши ожидания, да, и есть реальность, да, собственно. Ожидания, как ты понимаешь, у нас находятся не сильно высоко, да, то есть, поэтому, как бы, и это нормально, да, непосредственно. Я скажу, что на самом деле, смотри, скажу несколько вещей. Первое. Знаешь, какой бюджет у белорусской системы образования? Ну, скажи цифру, приблизительно. ну давай предположу, что это, ну пускай будет 2 миллиарда рублей, миллиард долларов. Ты ошибся 3 раза. Больше 3 раза. Да. Это большая. То есть за 3 миллиарда долларов. Чуть меньше, чем 3 миллиарда, да, ну, в таком размере, да? Представляешь, 3 миллиарда долларов, да? То есть министр образования. Это 2 IT-отрасли. Не, послушай, да, министр образования управляет махиной, да, собственно говоря, размером в 3 миллиарда долларов. Знаешь, сколько работало людей? Сотни тысяч, если брать. Правильно. Школы, вузы. Сотни тысяч людей. Ты понимаешь, какого масштаба сложности у него работает, да? Дальше. Ты знаешь, что у него ограниченное количество денег, которые могут тратить на там, зарплату, да, собственно. Знаешь, сколько работает людей в головном министерстве образования, знаешь? Ты сейчас как адвокат выступаешь в Я Министерстве образования? тебе просто хочу объяснить контекст, да, потому что многие не понимают контекст. Сложности принятия решений. Сложности вообще в целом этой машины, да? Ты знаешь, например, допустим, кому подчиняется школа? РЭНу А дальше? или городу. Есть управление образования в местном исполкоме. А дальше кому? Министерство образования. Неправильно. Ты глубоко в теме. Оно подчиняется исполкомам и губернаторам, да? А Министерство образования выступает в качестве регулятора. И есть куча всякого трэша, который, например, допустим, не Министерство образования придумало, да, собственно, а какие-то люди на местах, да? Например, есть вещи, которые там учителя ходят, представляешь, там, и проверяют установку пожарной сигнализации. Все это что думаете? Это самое, проверять и ходят просто по домам, а там же алкоголики, там же такие там люди не очень здоровые, да, собственно, как бы, это страшная работа, да, и унижающая, да, собственно, учителя, которые сегодня так важны, да, непосредственно. И это не идея там Министерства образования, есть постановление номер которое регламентирует количество документов, которые должен вести учитель, да, вот, а при этом их придется там много больше, да, собственно. И это в основном то, что делается где-то вот там на местах, да, условно. И почему я говорю, что вот важна роль медиа, общества, общения, да, собственно, потому что ни один человек, вот будет завтра министр образования, да, собственно, или будет он самый крутой министр образования, никогда в жизни всех этих проблем не увидит, да, собственно. И вопрос в том, что это вопрос, задача работы общества, эти проблемы находить, их указывать, да, собственно, и их потом, соответственно, решать. Вот, то есть, как бы, поэтому идея в чем? В том, что есть вещи, да, собственно, по которым они нас слышат, да, вот, например, допустим, мы хотели увеличить количество айтишников, набираемых вузов, да, собственно, начали с того, что в 5 раз, в итоге получилось, по-моему, в 1,5. Ну, как бы тоже результат.
понимаешь, как бы станет там в стране там, на там, не знаю, там 2000 семей, которые будут получать европейскую зарплату больше каждый год, чем просто. Круто, понимаешь, как бы там, учитывая там, кучу ограничений. Поэтому, смотри, то есть идея в том, что это суперсложная тема. Вообще в целом, да, просто. Это огромная индустрия с огромным количеством людей, с огромным бюджетом, с огромным количеством проблем. Вот. И там, в принципе, что-то изменить, да, просто вот какому-то одному человеку очень тяжело. Да? Там это вопрос того, что тут нужно скорее вот, там самая большая проблема, чего не хватает, это, собственно, не хватает где-то помощи общества, да, чтобы каким-то образом помогать, да, и указывать на те проблемы, которые там есть, и их поменять, да. Потому что диалог в формате, там, не знаю, там, там министр дурак, да, собственно, он не работает, да. Он не приводит ни к чему, да, собственно, работает диалог, когда ты приходишь с какими-то определенными предложениями, которые могут помочь, да, и которые основываются на каком-то знании, понимании, чем-то еще. Таких предложений нет. Знаешь, почти нет, да, собственно, есть какие-то там люди, единицы, которые, как это, знаешь, голос, там, как это, голос бьющего в пустыне, да, собственно. Этого просто очень мало, да, собственно. Я скажу, что никто другой, кроме как общество само, да, это поменять не может. Огромного размера махина. Смотри, вот ты говоришь, я просто физически вижу, как ты упираешься в большую стену. И у меня здесь вопрос. Вот почему, мне кажется, так быстро и динамично развивается, сейчас вот последний вопрос, а потом перейдем к залу, а почему так быстро развивается IT-индустрия? Я помню, что у нас в 90-е годы, в том числе и в медиа, были горячие дискуссии по поводу приватизации. То есть, когда у нас была индустриально-аграрная вот, исключительная экономика, были горячие дискуссии по поводу того, что неэффективное государственное предприятие нужно передать в частную собственность. И вот когда старая система переживает трансформацию, это всегда боль, всегда конфликт. IT-отрасль, она выросла как бы на песке, на голом месте. То есть она ни с кем не конфликтовала, она как параллельная реальность выросла рядом с той индустриальной экономикой, которая в нашей стране есть. Может быть, в сфере образования не пытаться переломить вот эту тяжелую машину, а попробовать создавать некие альтернативные примеры. Ну, в том числе я слышал, что крупные IT-компании, представители IT-сообщества вот, вынашивают идею создания некого IT-университета мирового уровня в Беларуси. Либо пилотную школу запустить, либо пилотные детсады, техникумы, что угодно. То есть показать в некой песочнице пример того, как может быть иначе и как может быть эффективнее, чем вот эту всю огромную махину пытаться убедить и трансформировать. Это делается. Это делается, вы еще много что не знаете. Расскажи. Так, ну, я тебе говорю, тут много, очень долго можно рассказывать. Есть куча экспериментов, которые происходят. Есть куча очень классных педагогов, которые пробуют какие-то разные идеи. Да, на самом деле их не один, не два, их там сотни, да, собственно. Есть различные эксперты, которые занимаются, да, которые там, это идет. Понимаешь, организация размером там, $3 миллиарда и там 500 000 человек, в принципе, не может быть одинаково. Да? Там всегда есть какие-то хвосты, да, есть совсем какие-то, с одной стороны, да, есть те люди, которые хотят, могут, пробуют, экспериментируют, да, собственно, это очень сложная, большая история, да, и опять же говорю, что очень маленькое понимание у общества того, что там происходит, просто потому, что про это мало пишут. А почему мало пишут? Потому что, как это сказать, потому что неинтересно, да, собственно. Вот и все. И вопрос в том, что вот это нужно разбираться, об этом нужно больше говорить, потому что от этого будет зависеть то, какой будет наша страна в будущем. Виктор, я хочу тебя за эту часть беседы поблагодарить, за то, что ты задал, ну, мне кажется, гораздо более широкую повестку, чем существует в нашем экспертном сообществе. И за две вещи. За то, что ты всегда откровенно достаточно говоришь о многих проблемных вопросах нашего общества, а второе за то, что ты делаешь, за то, что ты действуешь. Давайте Виктора поблагодарим. Такие бурные продолжительные аплодисменты. Коллеги, есть полчаса на ваши вопросы. Просьба поднимать руку, микрофоны на зале, представляться и по одному вопросу, чтобы как можно больше нас смогли задать вопрос Виктору. Ну, давайте, второй ряд. А можно микрофон на зал? У нас есть ассистенты. Пожалуйста. Виктор, большое спасибо за очень... Чуть ближе микрофон. Большое спасибо за очень интересную дискуссию. И вопрос следующего характера. При реформе, скажем так, системы образования или при внедрении каких-то новых идей,
насколько вы учитываете, насколько вы считаете важным развитие не только, скажем так, уровня интеллектуальных способностей, да, современных молодежи, но и, скажем, такого понятия, как эмоциональный интеллект. Да? Ведь мы слышим вот эти тенденции о том, что сегодня при найме на работу серьезные компании учитываются, скажем, целостные показатели. Да? Некоторые даже менеджеры, топ-менеджеры принимаются по принципу Паретто, да, 20 на 80, 20%, скажем, их интеллект. Про развитие эмоционального Да, то есть насколько Виктор видит этот рамку решения в соответствии, вот, поднимается уровень интеллекта людей, зарплаты европейские, айтишники, каким образом бороться с новыми вызовами, каким образом помогать им развиваться в этом направлении. Смотрите, я не министр образования, не чиновник, Уточнили статус. не государственный деятель, да, собственно, я просто бизнесмен, который в качестве хобби занимается какими-то такими вещами, да, поэтому вы говорите, какие реформы вы делаете. Мы не делаем никаких реформ, да, собственно. Мы каким-то образом пытаемся, скажем так, используя как бы нашу гражданскую, это называется, ответственность, гражданскую ответственность, да, каким-то образом сделать какие-то позитивные изменения, ничего больше, да, собственно. Вот. А что касается того, что считаю я, что это важно, да, безусловно, да, собственно, все эти, там, как называется, мягкие навыки, да, как это soft skills, да, собственно, это то, что в будущем будет очень актуально, да, соответственно, там, и это, безусловно, сегодня уделяется очень маленькое количество времени, и как бы это должно поменяться, да, собственно, но там, не знаю, у нас, вот, знаете, есть там супер важная вещь, там, ведение переговоров, да, поэтому нигде не учат, да, просто, да, там, даже в вузах там академических, да, собственно, это прям супер важно сегодня, да, или это какие-то, не знаю, там, проводение каких-то брейнстормов, даже просто элементарно речь, да, чтобы люди просто могли говорить хотя бы, да, нормально, понятно, да, собственно, этому вообще нас не удивишь, кроме сетарных языков, да, непосредственно, но как это сказать, актеры только на Украине, да, что-то могут менять, да, это не факт. Собственно, как бы так вот не всегда от них, у них получается, да, собственно, должны уметь говорить все, да, собственно, и да, это, конечно, супер важно, да, то есть, как бы, вопрос в том, что, опять же, я не то, что, знаете, вот, опять же, у нас такая проблема есть, да, того, что очень сильное ощущение централизации, что вот есть, там, не знаю, там, Вася, и он все решит. Нет такого, все, это ушло, это в прошлом, да, есть только вот хотел сказать, общество, сеть, какая-то команда, мы, да, и никаким образом не видим. Вопрос того, что мы, как общество, в этом отношении будем делать, и от этого будет зависеть, получится это или нет. Виктор, вы в 22 года создали компанию Viaden Media, да? Это была успешная компания, которую вы потом удачно продали. Вы можете рассказать, как вы в таком молодом возрасте нашли стартовый капитал? Насколько я помню, Я создал компанию, когда я в школе. Вот, это самое, и, значит, красота IT-индустрии в том, что стартовый капитал – это знания, а не деньги, да, собственно. И как бы все, что нужно сделать, купить компьютер, и ничего больше, да. Самый основной капитал – это идеи, знания, а не квадратные метры и прочие вещи. Поэтому в старом мире, да, этот вопрос имел какое-то значение, да, сегодня. В этом сегодняшнем мире это не имеет никакого значения. Большинство компаний белорусских, знаете, вот видели, вот есть огромный рост IT-индустрии Беларуси, да, а сделок инвестиционных, да, очень мало. Компания развивается органично, своими деньгами, да, собственно, без каких-то внешних вливаний, да, собственно, и не получается, и это нормально. И в этом красота IT-индустрии, и это то, почему я считаю, что то, на чем должно сегодня фокусироваться наше государство. Добрый вечер, Виталий, добрый вечер, Виктор. Александр Мацкевич, проект 155 лидеров. Вот все мы знаем, что учится все-таки небольшой процент людей, 10-20% ходят на тренинги, да? Я вот хочу поднять волну в нашем государстве, чтобы дойти до каждого, чтобы каждому стало интересно учиться. Я готов работать бесплатно, готов влиться в вашу команду, либо работать сам, мне все равно деньги не нужны, будем работать за счет идеи вначале. Готовы ли поддержать? прекрасные соратники какие. Готовы ли инициативу поддержать? Все, как говорится, только для людей. Спасибо. Ну, это вопрос не подразумевал ответа, это такая хорошая минутка рекламы. Вадим Прокопьев, вот, тянул руку. Да, Виктор, спасибо, Виталий. Все-таки мы как-то заживали вопрос про моральные компромиссы. Или компромиссы вообще. Я прекрасно могу вас представить, Виктор, на месте другого талантливого айтишного бизнесмена, например, Дугова.
И Дуров жил себе и занимался бизнесом. И, в общем, не вступал, и, наверное, не должен вступать в никаких компромиссов с государством, пока в один прекрасный день ФСБ в лице Роскомнадзора не постучалась и сказала: отдай ключик. Отдай ключик по-хорошему. Скажите, он все-таки ключи не отдал? Во всяком случае, это история, которую знают все на этом уровне. Может быть, вам известно что-то другое. Ключик он не отдал. В этом все-таки коммерческий расчет или мужская твердость? И как бы поступили вы? Первое. История Дурова другая, чем пишут СМИ. Да, скажем так, это раз. Да, я не буду это комментировать, это раз. Да, два. То, что касается как бы, значит, того, как поступил бы я, если бы я бы делал мессенджер, да, собственно, я бы сделал его так, чтобы ключика не было ни у кого технически. Да, и сегодня это возможно сделать. Сегодня можно сделать так, чтобы, вот если мы, например, мы там в том числе делаем децентрализованные мессенджеры, которые вообще не имеют серверов, в которых есть открытый код, в которых есть протокол шифрования как в биткоине, да, собственно, и по нему в принципе не может быть ключика никакого, да, непосредственно. Поэтому я бы сделал бы так, чтобы такого вопроса не стоял. Да, потому что, скажем так, имеет быть ситуация, что, условно говоря, у тебя есть ключик, и как бы всегда есть в современном мире, там вот есть Apple, например, да, он взял, заблокировал Telegram, да, и всем привет. Собственно, как бы, если Apple подчиняется властям США, да, собственно, почему вы думаете, что не может быть такой ситуации, да, может быть такое, да, собственно, и идея в том, что прийти в точку, в которой сегодня вот как это есть системы и алгоритмы децентрализации, которые могут сделать так, чтобы таких вопросов в принципе не стояло. Как вы поступили вы? Я же говорю, я бы сделал мессенджер, в котором нету серверов, нету централизации. Ну, также поступил Telegram, в общем, если я правильно Telegram не поступил так. Telegram это централизованная система. Они пока не смогли нанести существенного вреда компании. Смотрите, еще раз, в Telegram это централизованный мессенджер, да? Где сервера, где дата-центры, где как бы всегда, как бы, если вы отправите сообщение кому другому, оно проходит через сервер, да, там в большинстве случаев, да? И это сообщение, скажем так, оно может быть там так иначе кому-то потом передано, да? А если вы делаете систему, в которой, например, у каждого есть телефон мобильный, да, и серверов нет, и она работает как полностью децентрализованно, да, и с каждого телефона человека или какой-то, это сервер, да, собственно, и через него передают сообщение, да, собственно, то это невозможно, понимаете, это как бы, в этом случае нет такого вопроса, да, собственно. Это как бы очень классная ситуация, когда к тебе приходят, дай ключик, а его нет. То есть ты не уязвимый. Ну, ты просто можешь, еще раз, есть как бы ответы на такие вопросы, которые заключаются в децентрализации. Понимаете? Если бы, не знаю, там, Аль-Каида была децентрализована, да, они пришли бы там одного количества грохнули и все, да, это сеть, да, и невозможно никак, так сказать, это очень сложно, да, собственно. Аналогично и здесь, да, то есть любые такие проблемы, они решаются техническими способами децентрализации, собственно. Почему вот мне, например, там очень нравится блокчейн, и то, что и даже не то, что блокчейн, а технологии распределенного реестра, в принципе, таковые, да, собственно, они позволяют такого рода проблем избегать, да. То есть вы не можете прийти к кому-то, да, и сказать, дай ключ от всех биткоинов. Нет таких. Ни одного человека в мире, такого, у которого вот есть, да. У каждого есть свой ключ, да, собственно, и все, да. Создатель биткоина при всем своем желании не может, например, сегодня, да, собственно, как бы какому-то государству дать ключи от всех кошельков. Да, спасибо. Все-таки Дуров, на ваш взгляд, правильно сделал, неправильно сделал? Ну давайте еще без комментариев, я не буду говорить. Кстати, раз уж, извините, просто продолжение, простите, что отрываю время. Подтверждаете ли вы байку, что во время вашего ареста вы нажали какую-то кнопочку и все стерли? Тут есть зале мой следователь, можно поступить потом. Подтверждать. Значит, это самое, это раз, да, два, то есть, как бы, что если скажем так, никто не знает, как поступил Дуров. Если Дуров поступил так, как написано в интернете, да, то он, конечно, безусловно, молодец, да, то есть, как бы, так и нужно было поступать, да. Вот, то есть, как бы, однако, что было на самом деле, да, непосредственно, никто не знает, да, непосредственно, есть много по этому поводу спекуляций. Хорошо, давайте вот вы хотите, поможете, да? Так, а девушки у нас хотят на интеллектуальном клубе задать вопросы. Давайте вот очень девушка тянет руку активно, давайте передадим микрофон. Здравствуйте, было очень приятно вас послушать. Меня зовут Екатерина. У меня к вам два вопроса, если можно. Первый вопрос. Вы говорили о том, что многие профессии отмирают сейчас. А какие профессии будущего, на ваш взгляд? То есть куда поступать молодежи, какие факультеты?
Как бы, что будет востребовано в будущем? Это первый вопрос. А второй вопрос. Ваш секрет успеха. Почему вы сейчас там, грубо говоря, а большинство здесь? Я закончила юрфак БГУ. Ну, вот, мне интересно, как вы попали в IT с юридическим образованием? Ну и вообще, как вы вот шли к этому? Как вы попали сюда? Первое. Вступайте на Coursera. Это самое лучшее как бы, на сегодняшний день трата времени, да, собственно, как мне кажется, да. Вот. Есть какие-то онлайновые курсы, да, собственно, мне кажется, что если мы говорим про знания, то это, наверное, самый лучший способ, где их можно получать. Это раз. Два. То есть, как бы, знания, просто читая книжки, получить и действительно понять, как правильно применять нельзя, да. Это в том числе всегда про комбинацию чтения книжек и общения с экспертами. Поэтому общайтесь больше с теми людьми, которые это понимают, да. Такие конференции и другие вещи на сегодня супер актуальны, да. Я не могу порекомендовать ни одного белорусского вуза в принципе, да, вот, то есть, как бы, поэтому, скажем так, и это первое, а второе, как бы, что я думаю, что в принципе эта модель, да, как сказать, она, как это сказать, близка к какому-то завершению, да, то есть она как бы, будет очень сильно меняться. Поэтому, как бы, я думаю, что вопрос того, что учитесь тому, знаете, как бы, есть всегда вот это вот, и самое главное, вот, сила любопытства, да, когда там чешется изнутри мозга, да, собственно, вот нужно вот всегда как бы к этому чувству потакать, да, собственно, делать то, что вам хочется, постоянно учиться, развиваться, да, собственно, потому что, опять же, как я говорил, то есть, например, какой-нибудь в будущем юрист, который оформляет жалобы какого-то определенного стандартного типа, вот ему точно труба, потому что как бы, его рабочее место будет робота, да, а юрист, который понимает огромное количество контекстов, связанных там, с продукт-менеджментом, с маркетингом, бизнесом, другими вещами, знает какие-то языки, собственно, вот ему точно, да, как сказать, у него всегда будет очень много работы, да, не факт, что это хорошо, потому что, вот, что? Профессии будущего. Профессии будущего, ну, смотрите, как бы, ну, как это, много, во-первых, все, что связано с ним, как называется, soft skills, да, как бы это все будет очень актуально, еще очень долго, да. Будет много работы, связанной с этикой. Потому что, вот, например, знаете, раньше такая была ситуация, сидели там философы и обсуждали между собой, что такое там этика, где-нибудь там очень далеко. И это никак не да, собственно. И он уж точно не руководствовался трудами этих философов, да, потому что как бы, он просто ехал куда подсказывал ему там, например, времени его какая-то мгновенная реакция. Да? Вот. В будущем из-за того, что все больше вещей автоматизируется, будет много работы, связанной именно с тем, чтобы решать эти этические конфликты. Потому что если беспилотный автомобиль едет по дороге и бывает такую ситуацию, да, то вы должны его каким-то образом запрограммировать, чтобы он принял такое решение. Да? И получается, что сейчас такое время, когда все больше этики пересекается с реальным кодом. Вот это вопрос, который задал Вадим, да, собственно, что же этика, да, что нужно, например, да, отдать государству ключи, да, чтобы они читали, например, там, возможно, всех, да, или не отдавать. Тогда, например, террористы будут пользоваться этим мессенджером и сделать теракт, да, например, предположим, да, непосредственно. Что здесь правильно, да, неизвестно, да, какой здесь формат, какая, и вообще в целом, да, есть разница между этикой и моралью, да, потому что, как бы, этика всегда локальна, да, и, собственно, будет очень много работы, связанной с этим. Всякие там виртуальные игры, куча будет всего в отношении вот именно изменения системы образования, в отношении создания контента, в отношении там всяких там бренд-менеджмента, любого рода, ну, так скажем так, способов коммуникации. Очень сильно изменится медицина. Знаете, вот недавно была новость, что Анджелина Джоли удалилась в яичнике. Почему? Потому что они заболели, да? Потому что она сделала анализ ДНК и поняла, что есть какой-то ген, который там приводит к мутации яичника. Я читал, что грудь удалила. Она и грудь, и яичники. И грудь, и яичники, да? Вот, это самое. Но, и суть в том, что, как бы, в том, что вот одна из особенностей будущей медицины, она будет... Да, одна из особенностей будущей медицины в том, что она будет предиктивна. То есть мы можем заранее знать, что может случиться, да, то есть
Вот. На будущее точно, да, собственно, могут быть нанороботы, которые будут решать совершенно разные задачи, да. Она будет очень персонализирована, да, собственно, потому что сегодня компании медицинские зарабатывают на том, что выпускают какие-то блокбастерные какие-то хиты, там, аспирин от всех там проблем, да, собственно. В будущем этих вот вещей и лекарств будет очень много для каждого человека, в зависимости от того контекста, в котором он находится, да. Вот, там, не знаю, дизайнер виртуальной одежды, собственно, для этих аватаров, которые там все больше будет, да. Какие-то там будет, не знаю, одежда будет печататься в 3D-принтерах, да, условно. И прочее, прочее, прочее. Собственно, сегодня, и самое главное, что все, что, наверное, назвал, да, это будет, а потом это тоже, скорее всего, перейдет в что-то другое, да, собственно, не то, что будет на следующем стиле. Просто мы будем жить в мире, который будет очень быстро меняться, который очень быстро, которым супер важно будет постоянно учиться, находить какие-то новые интересные способы развития личности, прежде всего, творчества. Спасибо. Так, ну давайте вот третий ряд, там Андрей тянет руку и рядом девушка. Да, да. И потом передайте девушке. Добрый день, меня зовут Андрей Кожемякин. Виктор, вопрос к вам такого характера. Один из участников недавней встречи представителей сообщества главы государства поделился любопытной информацией. Суть ее в следующем. Вроде как глава государства дал поручение выделить вам школу для того, чтобы в рамках этой школы можно было бы провести образовательный эксперимент. Вот. Хотелось поинтересоваться, выбрали ли вы такую школу, когда начнется эксперимент и что вы там планируете делать? Это была одна из идей, да, собственно. Вот, значит, мы сейчас находимся в ситуации, когда мы изучаем, скажем так, те проблемы, которые есть, собственно, в образовании, да, непосредственно. То есть смотрим вообще, куда имеет смысл приложить сегодня усилия для получения максимальных результатов. Потому что, знаете, время очень ограниченный ресурс, и его очень легко будет потратить, да, собственно. Никакой проблемы нет, открыл YouTube и давайте ночь. Вот, то есть, как бы, и, собственно, идея в том, что найти те точки, которые приведут к максимизации какого-то результата, вот то, чем мы занимаемся. Мы сейчас, не делаем какие-то конкретных вещей, которые вот там завтра куда-то бежать. Да? Сегодня мы скорее в ситуации, когда мы находимся о том, чтобы подумать, да, разобраться, понять, да, собственно. Вот. Есть много разных вещей, которые делают там мои коллеги, айтишники, да, скажем так, вот, о которых, наверное, сейчас не будем рассказывать, да, непосредственно. Но, опять же, экспериментов много, да, и не только айтишников, не только это очень широкая история, да, просто про это мало говорят. Вот и все. Интересная информация. Вот, да, девушка за Андреем. Предпоследний вопрос. Виктор Михайлович, спасибо большое за дискуссию, за диалог, который вы нам сегодня устроили. Ну, особенно за игру. Мы тоже поучаствовали, хоть и не такие молодые. Вопрос будет заключаться в следующем. Мы, в общем-то, на Фейсбуке в прошлом году увидели конкурс, который вы объявили для филологов, для журналистов, и набирали их в свою компанию. Для студентов. Да, вот хочется узнать судьбу, кого вы набрали. Ну, а вопрос заключается в том, мы вам хотим предложить еще один проект. Теперь вот по поводу пенсионеров. Попробуйте объявить такой же конкурс для пенсионеров. И тоже найти компанию. Спасибо. Спасибо, я подумаю. Подумай обязательно, потому что очень много я вижу энергичных людей. Так, третий возраст называется, да? Или это эвфемизм такой красивый, четвертый возраст, у которого еще много навыков, много энергии и готовность меняться, но вот такие, как ты, мне кажется, люди, создающие системы, должны этих людей интегрировать в общую работу. Хорошее предложение. Коллеги, и давайте завершающий вопрос. Хочется, конечно, его разыграть, но... Давайте, пожалуйста. Вот. Врешті, пан Віктор, конкретно, ви казали, немає ідеології. І самі вельми шмат розмовляли про саме найлепше, саме світле, чим ви самі зараз займаєтеся, це децентралізація. Чому не ідеологія? Вон поляки колись під Смоленськом, і що, на от злоти не упало. Нічого, це правди, децентралізація, на то і світ. Хороша ідеологія.
А зараз наконт адукації, вибачайте, вельми конкретно. Я не сказав, Інститут математики і кібернетики не державний. Існує сусвітній проєкт Хав'єр Нейл, його меценат, мільярдер, француз, безплатно, во всіх країнах, хто це хоче, організовує. Називається Фортун. Тобто друкується 42. Чули про його, може ні? У кожних наших сусідів у столицях є. Навіть Молдова маленечка, і вона має такий проєкт. Я, наприклад, був у Unit Factory у Києві, де тисячі студентів до 35 років, люди безплатно вчаться на програмістів, отримують едукацію, хто за 3, хто за 2 роки, пір-ту-пір. Розуміється, нема ні одного викладача. Ви чули про такі проєкти? Ні одного. Люди самі собі вчать, а Хав'єр Нейл дає матеріальну базу комп'ютери, дає програму, тестів. І питання, будь ласка. Чому у нас не створена в Білорусі дирекція, бо ми як біла пляма серед Європи, яка не має такого проєкту. Це тисячі програмістів. Імгненно, амаль праз 2 роки у вас вже будуть виники. Поглядіть на тих дітей, ці дорослих, у яких очі просто горять. Это футур, это 5 год этому проекту. И он сумасшедшими темпами развивается, а в Беларуси никто в это не текается. Вы кажется, что не хватает вам кадров. Тысячи человек учатся бесплатно и дают миллиарды. С нашего боку треба дирекцию, привести его, мабуть, арендовать помещение. Я думаю, что 50 000 в месяц хватит. Первое. ПВТ. А ми, як Інститут математики і кібернетики, так само з радістю вам допоможемо. Вот это важно, знаете, что важно, что истотно, что я особисто могу заработать. И вот то, что звучало в вопросе, да, что я это тоже включаю. Смотрите, у вас такая интересная ситуация, да? Вы первый вопрос говорите, идеология децентрализация, да? Ну, на мой взгляд, это не идеология, да? Это просто идея, да? Идеология это то, что должны там верить там все, да, условно. Слово децентрализация, да, еще очень долго не будет знать больше половины людей, что это означает, да, непосредственно, это раз. Поэтому никакая не идеология. Это раз, да, два. Касательно значит, этого самого идеи вашей, это прекрасная идея, напишите об этом публично, скажите об этом, да, собственно, обратитесь в ПВТ, вот, я думаю, с удовольствием нас поддерживают, как раз таки сейчас там, как сказать, есть деньги, которые... Смотрите, еще раз, есть не сегодня, а вы не хотите пойти, да? Не, послушайте, еще раз. Послушайте, еще раз. Есть разные абсолютно контексты, да, и я вам говорю, что сейчас контекст такой, да, что, значит, у ПВТ каждый год собирается 1% всей выручки от всех IT-компаний, да, которые, это частные деньги, которые не бюджетные, не государственные, они складываются в администрацию ПВТ, и их основное предназначение, да, в том, чтобы позволять развивать такого рода инициативы, да, собственно. И если 3 года назад это звучало бы так, что вас послал, да, вас много этим занимается, то сегодня другая ситуация, да. Сегодня, как-таки, есть проблема с тем, что не хватает ПВТ таких идей. Деньги есть, а идей мало. Да, собственно, это раз. Два. Я не очень понимаю как бы, историю про то, что как бы, дать людям компьютеры, они дома могут творить видеофайлы, да, собственно. Но это как бы не суть, да, непосредственно. Как бы, от того, что они приходят в это место и им дают компьютеры, за которыми они сидят, да, непосредственно, не очень понимают ценность. Но я почитаю про ваш проект, я понял про эту историю, я почитаю, посмотрю, я понял, я почитаю, да, как это работает, я не слышу про это, да, собственно. Ну, вопросы задаешь, что естественно слушать, да. Да. Хорошо, все, спасибо. Один последний вопрос дам девушке, потому что вот мы про эмоциональный интеллект, у нас у девушек с эмоциональным интеллектом как-то вот тоньше. Рядом? Ну вот давайте, вот 2 руки, вот, да, вот вы, да, вот выбрал вас. Вообще, я коротко прокомментирую, знаете, нам очень важно, развивая soft skills, развивать вот коммуникативные навыки, потому что мы часто говорим монологами, хотя думаем, что идет диалог, да? Да. Очень важно слышать, что твой визави или твой собеседник отвечает на то, что ты говоришь. Ну, это общее пожелание. Прошу. Да, я чуть ближе микрофон. Я очень рада всех и вас, конечно, тоже познакомиться.
У меня масса вопросов, но Один. постараюсь, да, как-то кратко сформулировать один, как раз таки про soft skills. Если мы говорим о вашем участии в каких-то изменениях в сегодняшнем образовании, и вы начинаете эти изменения в Министерстве образования, да, это глобальные изменения. То есть мы говорим, что ваш подход, он глобален, он начинается с детского возраста, правильно я понимаю, и динамично развивается и упираются в вузах такие же изменения в образовании. Да? То есть вы хотите растить детей. Я не работаю в Министерстве образования. Ваша я идея. не сотрудник Да, я понимаю, да. спецназовых органов. Да, я понимаю. занимаюсь бизнесом. Я такой же человек, как и вы, да, в этом отношении. Просто и более все, что я делаю, мне просто интересно, да, собственно. Я это изучаю, да, собственно, и пытаюсь каким-то образом вообще для начала это понять, да, потому что я говорю, что это очень сложная, большая система, да. Я не сейчас ситуацию того, что я пришел с идеей реформы образования в парламент и говорю, давайте, ребята, это обсудим, да, это не та ситуация, да, я просто говорю, что это важно, да, этим нужно заниматься, да, собственно, это очень серьезная, большая проблема, от которой будет зависеть от того, в какой стране мы живем там через 10, 20, 30, 50 лет, да, непосредственно. Вот и все, да, непосредственно. Поэтому, как бы, еще раз, я не в ситуации того, что я здесь изучаю какую-то программу реформирования. Я просто, у меня просто есть какие-то, я как любой человек могу их изучать, да, собственно, могу смотреть, да, собственно, какие-то определенные вещи, могу рассказывать, могу говорить по этому, собственно. Я про это говорю, да, собственно, пытаюсь каким-то образом повлиять на то, чтобы большему количеству людей было не все равно, прежде всего, да, а не в том, что я хочу сделать реформу системы образования, да, условно. Классно будет, если реформа системы образования сделать большее количество людей. И один человек в жизни этого сделать не может. Вот. И я со своей стороны попрошу очень кратко, в 15 слов, сформулировать вопрос. Ну, по сути, я хотела уточнить, насколько большое значение в будущем образовании вы придаете навыку изменения человека. Ну, то есть человек должен быть готов меняться в течение всей своей жизни. Беларусь достаточно костный материал, им очень сложно изменяться под динамические изменения во времени, которые сегодня происходят. Какое значение вы, поскольку вы инженер образования, да, вопрос по сути был в этом. Какое значение вы придаете возможностям? Я уже говорил о том, что я считаю, что это важно, да, собственно. Вот, но вопрос другой. Я не считаю, что белорусы костный материал, да, и белорусы очень классные, успешные, трудолюбивый народ, да, который генетически, если мы от там, собаки отличаемся там 2% ДНК, да, условно говоря, то извините меня, между нами там и любым другим населением планеты разница ДНК будет там 0,0001%. Мы такие же люди, собственно, да, как и все остальные, да, просто тех идей, в которые мы верим, да, собственно, то, что отличает людей от животных, что мы можем быстро изменить того, что мы верим, да, условно. Это все просто какие-то тонкие в мозгу, да. Я считаю, что они классный материал, очень много классных людей, которые делают классные абсолютно вещи, да, собственно, которые быстро учатся, да, собственно, которые, как сказать, добиваются каких-то классных результатов, да. И таких людей много, да, собственно. Просто хотелось бы, чтобы их было больше, собственно. И от того, каким образом, что будет делать, в том числе, интеллектуальная элита, вы, да, собственно, зависит то, как это будет происходить. Я позволю себе один уточняющий вопрос. Вот в зале это там белорусы. Кто считает себя костным материалом? Поднимите руку. Ну, вы так любим обобщать. Белорусы костный материал. Вот. Есть пару рук, но я так понимаю, они это тянутся по другой причине. То есть, мне кажется, это важная мысль, которая вот, проходит через всю нашу беседу, что изменение – это то, на что влияем мы. Да? И белорусы – это мы. И ответственность за все, что происходит, она на каждом из нас. И если мы хотим что-то изменить, то мы должны вот созидать это, изменять. Чтобы в завершении нашей беседы ты хотел вот так резюмировать? То есть какая, на твой взгляд, важная мысль, которая лидер общественного мнения, интеллектуальная элита в этом зале в сухом остатке вот могла этим вечером с собой унести домой и поделиться со своим кругом общения? Да. Смотрите. Первое, большое спасибо многим из вас, потому что очень много знакомых лиц, очень много людей, которые помогали тому, чтобы в Беларуси было возможным, собственно, сделать те изменения в IT-секторе, которые, собственно, случились, да.
Как бы без вас этого бы не получилось. Вы молодцы, и спасибо вам большое за это. Второе, как бы знание — это такая вещь, которая расширяется бесконечно. Чем больше знаний, тем больше мы хотим знать каких-то новых вещей, и тем более нам интересно. Я бы хотел, чтобы Беларусь была прежде всего обществом знаний, да, собственно, IT-страной, да, то есть как бы чем-то еще, но чтобы наша экономика была про то, чтобы создавать знания, и новые знания базируются на старые знания. Поэтому, собственно, я хочу попросить каждого из вас продолжать также эффективно это поддерживать и обращать внимание на образование, потому что это то, от чего будет в будущем зависеть успешность нашей страны. Поэтому спасибо вам еще раз. Финализировать вчера, наконец, на YouTube, потому что сейчас уже все смотрят YouTube, а не телевизор. Я запустил первую серию Чернобыля, посмотрел. И хочу сказать, что вот есть в позитивном смысле цепная ядерная реакция. То есть когда кто-то из нас что-то, извините за такую ассоциацию, но она позитивная. Когда кто-то из нас что-то делает, он вдохновляет своим примером других. Потому что ты вдохновляешь многих людей, в том числе и меня. Я что-то в силу своих возможностей тоже делаю, возможно, это тоже кого-то вдохновляет. Люди в этом зале многие вдохновляют. И когда мы вот эту цепную реакцию запускаем, тогда действительно происходят те масштабные, важные, созидательные изменения, которые мы хотим видеть. Поэтому если подытожить нашу дискуссию о будущем, будущее — это то, что формируем мы, то, что способны формировать, то, что способны формировать каждый из нас. Поэтому я желаю, чтобы то будущее, которое формируете вы, было прекрасным. Спасибо. Скончилося паседжанне у інтэлектуальным клубе Светланы Алексеевич. Выступаў Віктор Пракапеня, доўга распавядаў пра будучыню. Мы цяпер паспрабуем у Святланы задаць Святлане Александровне пытанне. Хочам задаць пытанне, да, ад Радыё Свабода. Вы напярэдадні гэтай лекцыі, калі абвяшчалі, казалі, што будучыня вас палохае. Як вас Віктор пераканаў у тым, што будучыня не такая страшная? Ну, Виктор такой говорил о конкретных вещах. Он выбрал такую форму не философскую, как бы, предугадываний каких-то, а реальных действий, конкретных. Он такой человек медленного поступательного движения. И поэтому мне так лично не хватило чего-то философского такого взгляда. Но наверняка аудитории был важен этот конкретный разговор. Вы думаете, та будучыня, якую ён апісвае, мы яе пабачым у бліжэйшы час у Беларусі? Да, я думаю, что да, мы не можем выпасть из общего процесса. Яна дойдзе да тых дзяцей, як вот нам пишут цяпер у каментарах. Вот, напрыклад, у лынтупах няма настаўнікаў ангельскай мовы, і не прадбачыцца, што яны будуць. Ну, это да, это... Што будзе з гэтымі дзецьмі ў будучай Беларусі? Жалко, что они будут неконкурентоспособны и будут выброшены, конечно, на обочину жизни. Это, конечно, на совести нашего устройства сегодняшнего государственного. Дякую вялікі. А хто наступны ў вашым клубе? Как? Хто наступны будзе выступаць у клубе? Это должен быть Снайдер, но он немного перенес, у него там личные проблемы. Будет, наверное, Юрий Нарштейн. Дякую вялікі, выбачаемся, што аднялі час. І паспрабуем дабрацца да Віктора Пракапені, шмат пытанняў да яго. Пакуль што да Віктара таксама чарга, нам не хочацца ўсё ж такі быць нахабнымі і перарываць камунікацыю людзей з Віктарам. Не так часта бывае, што да яго, напэўна,
выстроиваются такие черги вот с такими простыми запытами, потому что мы уже у каментарях атрымалі шмат усялякіх заўвагаў наконт таго, ці сапраўды Віктор добра арыентуецца ў тым, што рэальна адбываецца ў беларускіх школах, у беларускіх вясковых школах, ці сапраўды ён ведае проблемы з беларускай адукацыяй, з якімі сутыкаюцца дзеці. Ну і самае галоўнае пытанне, ці дойдзе вот тая прыўкрасная будучыня, пра якую Віктор распавядаў, ці дойдзе яна да Беларусі. Я знаю, за 2 недели максимум. Да, за 2 недели. Да, спасибо. Да. Віктор, мы хочам скарыстацца магчымасцю ўсё ж такі ў прямым эфіры, прабачце, калі ласка, спадар Арло. Да, вы уже не раз адмаўлялі нам у інтэрв'ю, таму вот цяпер вы ад нас не збяжыце. Ведаеце, шмат хто, паглядзеўшы трансляцыю і пачуўшы тое, што вы кажаце, выказаў сумненне ў тым, што вы валодаеце сапраўды рэальнай сітуацыяй, ведаеце, што адбываецца ў беларускіх школах. Вот, напрыклад, нам напісалі, што учора на выпускным адна з завучаў добрай, сапраўды рэальна добрай і вялікай сталічнай гімназіі, яна забараніла дзецям спяваць песні Цоя, спяваць песні Нірваны і, па-мойму, яшчэ і AC/DC. І яна гэта патлумачыла тым, што вашыя музычныя густы яны не важныя, вот ёсць ідэалогія дзяржавы, яна гэтаму не дазваляе. А вы ў той жа час кажаце, што ідэалогія, яна не працуе, яна была непаспяховая. Дык працуе яна ці не? Калі тысячы... Во-первых, первое, что я не знаю, о чем вы говорите, о какой учительнице, и понятия не имею, что он там может сказать. Поверьте, что такая ситуация есть шмат у яких школ. Учителя, да, собственно, не являются подтверждением идеологии. Собственно, есть действие конкретного человека. Если вы что-то сделаете сегодня, это не означает, что есть какая-то идеология, да, это раз. Два, то есть, я не претендую на то, что я владею здесь, ситуацией, да, непосредственно, и никогда про это не говорил, да. Мне это интересно, я считаю, что это важно, и считаю, что каждый белорус, кто хочет, чтобы его страна была успешной, должен заниматься этим вопросом и, собственно, привлекать к этой проблеме внимание. Спасибо. Извините, 25 человек. Окей, гэта такі быў лёгкі сыход, як Віктор ужо не раз рабіў сыходзіць ад нашага інтэрв'ю. Я таксама хачу ўсё ж такі агучыць, спадзяюся, што Віктор даглядзіць нашу трансляцыю і пачуе запыт ад нашай глядачкі, юрысткі Алены Танкачовай. Яна пісала сітуацыю, якую я ўжо казала, апісвала Святлане Алексіевіч у горадзе Лынтупы, гэта Пастаўскі раён, там ёсць школа, і ў гэтай школе проста няма настаўнікаў ангельскай мовы. Гэта значыць, як сказала Святлана Александровна, гэтыя дзеці могуць быць сапраўды выкінутыя за межы вот гэтай прыўкраснай будучыні, якую Віктор апісваў. Яны вот гэтымі здабыткамі не скарыстаюцца. Алена Танкачова просіць Віктора Пракапеню праспансіраваць 2 настаўнікаў ангельскай мовы для лынтупскай школы на працягу 3 гадоў, а таксама забяспечыць гэтых дзяцей планшетамі. Мы ўпэўненыя, што такая ініцыятыва ў гэтай школе магла быць сапраўды патрэбная, тым больш, што мы атрымліваем шмат інфармацыі пра становішча ў іншых вясковых школах. Лішнім гэта не будзе. Таму, спадар Віктор, калі вы будзеце глядзець гэтую трансляцыю, звярніце ўвагу на гэтую прапанову. Там нават падлічаная сума вашых інвестыцый, яна можа складаць 60 000 еўра. Дзякуй вялікі ўсім. Мы былі ў прамой трансляцыі з паседжання інтэлектуальнага клуба Святланы Алексіевіч. Выступаў самы вядомы IT-бізнесмен у Беларусі Віктор Пракапеня і распавядаў ён пра будучыню, якая чакае ўвесь свет, ну і, можа быць, чакае таксама Беларусь. Усяго найлепшага. Кроме выходных я могу мне написали, что вы не работаете больше в Романте, да? Мне написали, что вы не работаете в Романте, да? Смотрите, 20 я не могу в выходные дни, потому что я в выходные дни не буду всегда. Я спешусь, мы договорились, что мы мы договорились с Женей, по-моему, что как только я буду знать дату, я ему напишу. Хорошо?